Именно вот эти карты я и говорил. Еще сохранить. Сейчас мы их отправим. Подождите. Вот они. Мы их отправим. Зовите Бузика, срочно хочу посмотреть. Все. Карты получены. Да. Посмотрим на эти карты, да? Давайте посмотрим. Сразу хочу отметить, что карты не являются чеченского происхождения. Их не делали чеченцы. Это официальные карты во время входа федеральных войск на территорию Ингушетии и после разграничения территории между Чечней и федеральные карты, еще раз, между Чечней и Ингушетией. Эти карты есть на книгах, эти карты точно так же Бимбулата Богатырева. Сейчас давайте я вам покажу их. Чтобы было. Вы видите, эта карта официальная. Карта как раз таки, не то что официальная, она с телеканала официального НТВ, чтобы было видно. Еще раз я хочу заметить, когда вы смотрите на эту карту, как раз таки фирма Меркатор снизу написано. Посмотрите, внизу, в левом углу, территорию, где вы видите снизу, как сапожок, вот Республика Ингушетия, нижняя часть. Смотрите, где, в каких границах в это время Ингушетии. И снизу вот эта выемка, снизу с левой стороны, с границы Ингушетии. Этот участок земли в 1994 году также находится на территории Чечни. Вот этот кусочек как раз таки был в 2009 году технично украден у Чеченской Республики с путаницей Сунжинского района, подав под якобы расширение архитектурного, как он назывался, заповедника Эрзи. Сейчас вот другая карта, более подробно. Военное вторжение, источник, ну здесь уже написано Моника Ранд, Corporation, 94-95 год. Как вы видите, карта иная. Нижняя часть, чтобы было видно. Ни Очхой, ни Валерик, ни Серноводское, ни одно из этих селений здесь не входит в состав. Как видно, здесь она более суженная, а снизу, вы видите, сверху она даже намного шире. Сейчас вот этот кусочек земли сверху, он немножко иначе даже выглядит. Поэтому Башлам, за Курта Богатырева любой человек может сесть и нарисовать карту, как ему хочется. Я не понял, ты упрекаешь, что я нарисовал эту карту, что ли, или что? Я не могу понять. Назрань тоже надо вернуть. Ну, давайте, не надо как-то вот какие-то вещи вернуть, не вернуть. Я вам делюсь с вами историческими какими-то картами, документами, не для того, чтобы говорил кто-то, вернуть надо, отобрать надо. Ибо Мацабая, чтобы вы понимали, чтобы не упрекали, не говорили, не рассказывали того, чего на самом деле нет. Когда люди пытаются говорить,
вам навешивают лапшу на уши, говорят, вот на самом деле это ваша власть, это чеченская власть обманула вас. На самом деле эти земли никогда не были чеченскими, они все время были наши. Мы вот сейчас время пройдет, вот ваша власть сменится, и мы эти земли вернем любыми способами и так далее и тому подобное. Вот эти разговоры как раз таки ведут к тому, что любая ложь, если это сказал я, если я говорю что-то недостоверно, они могут спокойно предоставить информацию. Если говорят, что в 94 и 96 году, в 95 году карта была иная, до того, вот, это еще, как говорится, уже после временной передачи части земель. Валикум салам. Поэтому мы должны понимать, что чужого мы никогда не берем, и нам этого не нужно. Зум-снайпер, к сожалению, эти ребята, которых ты говоришь, вымирают все больше и больше. Только один чел сегодня задонатил. Джахар придет. И что ситуация юкшун. Так, можете задавать вопросы, если у вас есть еще возникли вопросы. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракату. Не, я имею в виду, что за карта Богатырева. Карта Богатырева. Я разве не показывал? Сейчас я, подожди, покажу тебе. Вам, точнее, всем покажу. Сейчас мы покажем вам книга, которую мне подарили. Она была и называлась она «Ингушетия». Чтобы сразу не было лишних разговоров. Вот эта книга. Сборник документов Ингушетии, часть Кавказа. Видите, да? Книга не чеченская. Хочу, чтобы вы понимали. Открываем. Башенный комплекс. Поселок Карт. Селение Карт. Вот. Автор-составитель Шадыжева. Чтобы было понятно. И этой книги мы берем карту. В этой книге любой человек, который купит эту книгу, может увидеть эту карту. Если кто-либо считает, что эта карта была подделана мной или сделана мной, чтобы вы понимали. Давайте я положу ее на пол, чтобы было видно. Я хочу, чтобы вы видели. Вот эта карта. Карта называется «Год». Я хочу, чтобы вы посмотрели год. Карта автономной области Ингушетии. Второе издание. Инг-облзу. То есть это не чеченская карта. Чтобы вы понимали. Вот эта карта. С учетом того, что здесь, насколько я знаю, смотрите. Я хочу показать. Вот эта карта 1928 года. Я хочу, чтобы вы прочитали, что написано. Чеченская автономная область. Вот кусок земли. Вот этот кусок земли. В 2009 году наглым образом
стихаря был вырван и добавлен якобы к комплексу Эрзей. Эта территория как раз таки территория по Фортанге. Вот река Фортанга, как вы видите. Селение Даттых. Селение Нижний Даттых. Территории, смотрите. Бамут. Нижний Бамут в Чечне. Ачхой-Мартан в Чечне. Асиновская в Чечне. Нестеровская. Смотрим теперь сюда. Сунжинский автономный округ. Как раз об этой Сунжинской территории, она не входит в состав Республики Ингушетия. Смотрите, это 28 год. Видите? Асиновка, Нестеровка тоже не входит. Троицкая тоже не входит. Карабулакская, половина на территории Сунжинского района, половина на территории Ингушетии. Идем дальше. Вознесеновская не входит в состав. И вот так мы смотрим там дальше. Малгобекская, часть Малгобекского, вот она. Вот идет карта, вот, чтобы вы видели. Вот она уходит. Вот, смотрите, вот. Малгобекский район, он тоже не входит в состав Ингушетии, здесь часть. И вот так уходит. Вот этот Сунжинский автономный округ. И это, господа мои, даже не 800, не 1000, это не 19 век. Это 1928 год. Эта карта принадлежит самим ингушам. Более детализированная. Написано здесь, видите, именно ингушский облзу. Видите? Второе издание. Масштаб в дюймах. Еще раз. Вот этот кусок. Вот он. Кусочек, где написано Чеченская автономная область. Единственный, который был украден, он возвращен. Рассказы о том, что якобы Бамут, Асиновка в то время принадлежала ни Асиновка, ни Нестеровская, ни Троицкая, ни Карабулакская, ни Нижний Бамут. И даже вот этот Бамут тоже не входит в состав. Верхний, средний, тут 3 Бамута. Средний Бамут входит, верхний Бамут и нижний Бамут не входит. Ачхой-Мартан не входит. Вот она, Фортанга. Вот Фортанга. Вот граница. Если сегодня... Вот эта граница, чтобы вы видели. Вот она уходит. Вот Асиновка. Вот по этой границе она уходит. Здесь, даже здесь, территория еще под сомнением. Вот эта карта уходит, которая... Или вот здесь. Проходит рядом с Яндырская территория. Яндырская, видите, да? Вот она, Яндырская. Здесь она, Карабулак, часть на территории Сунжинского, часть получает прямо на треугольник. Граница была рядом с Карабулакским. И уходит дальше вверх. Вот она уходит дальше вверх. Вот территория. Вот, видите? Идет сюда Вознесеновская с этой стороны. Как же она... Это... Здесь какие-то маленькие территории, как-то Восход Советская, ну, Давлет-Гирея, вот здесь они как-то, Барсу, вот так вот. А это уже здесь Владикавказ, кажется, вот эта часть сейчас уже, которая уже... нет, здесь как раз-таки он еще Ингушетию входит. Как вы видите, входит в состав, в Ингушетию входит. Пригородный район еще в Ингушетии на этой карте. Даже когда пригородный был там, этого куска нету. Вот за этот кусок проводили митинги. Вот за этот возвращенный кусок сегодня почему-то каким-то странным образом все говорят, что должен быть шариатский суд. Из-за этого куска. Почему должен быть шариатский суд?
Потому что он когда стал вашим? То, что в 2009 году, тихо, молча, без шариатского суда его взяли. Вот эта книга. Вот. Сборник документов Ингушетии. Любой из вас может купить эту книгу, прочитать ее. И тут нету вины чеченцев, нету ничьей-либо вины. Почему? Потому что те люди, которые взяли и использовали момент, пока идет война, пока идет неразбериха по Сунжинскому району, взяли тихо, молча и кусочек затяпали. Вот так все и происходило. Вот. Надеюсь, я вам показал. Есть еще карты. Я вам могу показать Броневского. По Броневскому там вообще полный ахтунг вообще. Честно скажу, по Броневскому там мама не горюй. Я сейчас себе чуткий чай приготовлю, если вы не против, вы же. А то холодно у меня. Я сейчас быстро, пока с вами общаюсь, приготовлю кофейцо. Да, один брат прислал донат. Оша далса доль. Да, лабудиснак беркет доль. Эзернашка солдахил. Сейчас наши территории есть у них. Сейчас наши территории, которые мы им оставили, есть. Вот эти спорные территории, которые я вам показывал по карте 1928 года. Как раз таки карта 1934 года. Они оставлены им. Несмотря на то, что на самом деле Нохчи поступили к ним очень по-братски и отдали те спорные территории им, к сожалению, даже это они не видят. И я вижу последние 2 дня разговоры как раз таки после траурной даты выселения чеченцев и ингушей. Они начинают писать, а что недовольны воры, которые украли у нас землю. Еще раз говорю, мы ни у кого ничего не крали, а подарили. Кстати, вот по этой карте видно, о каких 51 тысячи говорил Евкуров. Вот эта верхняя часть, это и есть. Спорной территории было 80 с лишним тысяч гектар. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Моду, что мы алды моду. Нормально, хагуш муаца, ла уй. Цит шанла гуруса просвет терса шатай. Башлан сувала чугаан из онлайн верис. Заспорился, чувак как раз ингурский групп перц, что там у них про победу что-то было, там комментарии были, чеченцы у нас отобрали земли. Вот, я показал тебе карту, как раз, да. которую они считают, Я тебе, когда именно в тот момент я тебе отправил голосовую, ты мне сказал, покажите хоть один документ, и я там написал, покажите хоть один документ, что эти территории были ваши, что натеричный район именно. Да, я вспомнил, Шилковской и Наурский район. Да, Тяркист, это было ваше, вот один документ. И мне так ответили там, это была тогда Чечено-Ингушетия, во-первых, и эту землю отдали нам. Я там написал тогда, типа, получается, из 100% людей, общей массе именно, чеченцы, ингуши 100%, эту землю отдали 20%, а не 80%, получается, вот так, по твоей логике. И тогда просто там этот диалог прекратился. Вот. Именно, получается, 80% они забыли. В следующий раз, когда они выйдут, во-первых, предоставят, пускай хотя бы один документ, который бы, послушай меня, который бы до соединения, я тебе показал карту, до соединения Чечни и Ингушетии. Ты видел эту карту? Да, я смотрел внимательно. До соединения, то есть не во время Чечено-Ингушетии, это карта до соединения.
Ты хоть в Ага. одном моменте видел, чтобы эта территория, я уже не говорю, на территории, Лакай, даже Сунжинский район не был их. Сунжинский район не был их. Эта Мгм. территория, казачий округ, был разделен на две части. Половина этой части, в которой проживает снова же Уарсхвай, оно идет со стороны, с левую сторону оставили Ингушетию, правую сторону оставили за Чечней и Сунжинский район, Якче даже. 8 этих селений со второй Мгм. нашей половины, не Натеречного района, а именно Сунжинского района, Натеречный район. Нету, И я тогда нету, сказал ему, нету ни да. одного документа, смотри, запомни раз и навсегда, что Натеречный район принадлежал Чечено-Ингушетии. Это раз. Во-первых, Ингушской автономной области Натеречный район никогда не принадлежал. То есть до соединения Чечни и Ингушетии. Это первое. Второе. Не Чечено-Ингушетия, а Ингушетии, что принадлежал Натеречный район. Второе. Наурский, Шилковской, Карагалиновский часть районов. Нету ни одного документа, где говорится, что он дан взамен пригородного района, Ауховского района и какого-либо вообще района взамен дан. Нету. Эти земли входили в состав не Дагестана, да, он и Дагестану никогда не принадлежал. Эти земли принадлежали Грозненской области, которая была сформирована во время депортации Мгм. чеченцев и ингушей. Раз. Во-вторых, каким образом? Расформировав Чеченскую автономную область, Ингушскую автономную область, расформировав часть земель ингушских, были отданы осетинам, грузинам. Часть чеченских земель были отданы снова же осетинам, это часть Натеречного района. Второе, терским казакам. Третье, Дагестану. Четвертое, Грузии. Это то, что были отданы. Когда вернулись, упразднили Грозненскую область, восстановили Чечено-Ингушскую автономную область. Земли грузины вернули, осетины с нашей стороны, с Натеречного района, вернули. Дагестанцы частично, что касается наших земель непосредственно, чеченских, имеется в виду Чеченской республики автономной, вернули. Что касается Ауховского района, не вернули. Грузины вернули. Терские казаки, само собой, вернули. За счет того расформированного Грозненской области, за счет того, что не разрешили твоим предкам, чеберлоевцам, староевцам, итумкалинцам, галанчошцам, шатойцам некоторым вернуться в горную часть, дабы не было партизанской войны, не было восстания, чтобы ими управлять было легче и не заселили весь Грозный чеченцы и ингуши, было решено, снова же, было решено увеличить территорию Чеченской Республики за счет бывшей Грозненской области, и был отдан Наурский район, часть Карагалиновского района и Шилковской район. Снова же, не дагестанские земли, а именно относящиеся к Ставропольскому краю. Ставрополь, за Тереком, Казачьи, где были станицы. Еще раз говорю, когда-то до прихода царской России эти земли входили в состав. Правая сторона, там были Течуай, Варандуай, Гунуай и много других наших чечен, Зантуай, много других тейпов, У меня которые... другой вопрос сейчас. Просто мне интересно узнать, потому что я не знаю на этот ответ. И, например, этот Сунжинский, Малгобекский район, про которого говорят, что Дудаев отдал им во время войны, что у них было только 3 района. Неправильно. Не Сунжинский, Малгобек, Сунжинский район, вообще-то будет правильно, если сказать. Ну, в принципе, ты можешь и так, Сунжинский и Малгобекский район. Что ты хотел спросить? Сунжинский, Малгобекский район отдал Дудаев, потому что у ингушей не было земли, чтобы создать республику. По Конституции Российской Федерации надо иметь 5 именно районов, чтобы создать республику, и им Дудаев типа тем самым помог. Эти земли были отданы тогда без права на межевание. Их нельзя было, если простым языком сказать, мерить.
присваивать к себе. Это правда Нет, или нет? нельзя было застраивать их. Ни им, Да, ни нам. странно. Ни им, ни нам нельзя было именно вот этот пограничную линию, которая спорная ситуация, застраивать. А это правда, что вот он отдал, что это было так, Правда. да? Проблема в том, что конкретно о том, чтобы создать республику, переданы эти земли, есть только некоторые представители, которые остались живых, которые подтверждают и говорят, что они даны. Но документального заверения якобы говорят, что об этом может сказать только Руслан Аушев. Только Руслан Аушев. Поскольку он один остался жив из этих всех, кто вел переговоры. Дудаев, Аушев вели. Во-первых, хочу, чтобы ты знал. Смотри. Не Чечня отделилась от Ингушетии. Не Чечня вошла в состав, а именно ингушский народ. Еще с 89 года были разговоры о том, чтобы отделиться и быть обратно автономной, отдельной республикой, ну или регионом Российской Федерации, чтобы ты понимал. Не чеченцы их выгнали, не чеченцы отделялись, а именно ингуши сами изволили это. Сегодня уже переигрываются и некоторые такие, как Костоев, говорят, если бы мы не отделились от Чечни и от Чеченской республики Ичкерии, то мы потеряли бы больше людей за счет того, что началась бы война между Россией и Осетией, и Чечней, и Ингушетией. Мы бы больше потеряли. И мы поступили правильно, отсоединились от Чечни, независимой Чечни, и получили независимость. Они сами ушли. Никто их не прогонял. И есть достаточно людей, которые говорили, до конца Дудаев говорил, моби отсоединяться. Могло, да, модул. Но это считается вообще на постсоветском пространстве самое мирное расхождение двух республик, где не было фактически никаких долгов, они разошлись. Осталась спорная территория. По карте, когда объединилась Ингушетия и Чечня, 1934 год был взят за основу объединения. Чтобы ты понял, 1934. По 1934 году 8 селений и часть Сунжинского, Малгобекского района остаются, в кавычках, остаются спорными. Почему? Потому что в Ингушетии не был сформирован парламент, не было сформировано никаких государственных структур. И как государство, которое сформировано со стороны Джохара Дудаева, со всеми, со своими министрами, парламентом, они не могли договориться на государственном уровне, чтобы это провести точно так, как должно было быть. Поэтому были присланы, говорят, с той стороны, говорят, были присланы якобы представители, которые сейчас фактически, ни один из них не остался живой, присланы старики, это уже версия ингушей, в Чечню, к Дудаеву, чтобы решить по шариату этот вопрос. И говорит, Дудаев прогнал свой муфтият и сказал, если вы не можете решить, то какого черта вы якобы пригласили их. На самом деле, как было на самом деле, по приглашению обсуждать по шариатскому решению или какому-либо решению должны быть устроить какие-то государственные структуры для того, чтобы решить этот вопрос. Но поскольку это невозможно решить, временно было подписан вот этот как раз-таки документ, который есть между Аушем и Дудаевым по 1934 году. Можно ответить, можно ответить. Просто тут один интересный комментарий. Этот эфир никогда не делал. Наоборот, он объединяет, именно рассказывает про историю, про то, что было, то, что есть на сегодняшний день. Когда, Я например... им помогу, подожди, я им сейчас пока помогу. Вот так комментарий отключу. Так вот, я ни в коем случае абсолютно никого не делю. Меня задали вопрос, вот у тебя спорный вопрос. Я тебе говорю, какие есть факты с той стороны и с этой стороны. Когда был заключен договор, этот документ есть, временно комиссия, ни после Дудаева, ни Яндарбиев, ни Масхадов, ни Ахмад Хаджи Кадыров, ни один президент, который был после, там, я не знаю, там еще какие-то, до сегодняшнего президента
Рамзана Кадырова, ни один человек не подписал эти документы и не был решен вопрос по разделению и установлению границ. Эти границы были временные. Поскольку, еще раз тебе говорю, поскольку многие вопросы касаемо договоренности между Дудаевым, кстати, по самим же запросам некоторых ингушской стороны, они начали говорить, что договор, заключенный между Дудаевым и Алшевым, не является законным, поскольку якобы Дудаев был незаконным президентом, и они говорят, что этот договор незаконный. И теперь уже начали переигрывать. А говорят, а мы не хотим по 1934-му, мы хотим чуть раньше, мы хотим чуть позже. То есть убегают туда 18-й, 19 точнее 19 век, 18-м-то и не было его. Оттягивают назад, а мы не хотим по 1934-му, а почему мы должны соглашаться, и перебрасываться, почему, и все. Для того, чтобы конкретно к 2018 году, кажется, к этому времени должны были определиться границы в России. Это не только в Чечне. Это и Иркутскую область, ты знаешь, увеличили некоторые российские губернии и так далее, и в других местах стали объединяться, расширяться, делать более шире из-за экономических проблем, более там, чтобы и бизнес шел. Должны были закончить. Чечня решила вопрос. Был спорный вопрос с Северной Осетией, точнее Ставропольским краем. Там получилось так, что Терек обмельчал, и кусок земли, который был на нашей территории, он переходил в Ставропольский край. В Ставрополе землю вернули. Эта земля вернулась в Чечне. Ни Ставрополь, ни Осетия, ни Моздокский район. Не стало никаких возражений, они вернули землю. Кизляр, был спорный момент. По закону кизлярский участок земли, который чуть ли не вот таким треугольником втыкался в Кизляр, эти земли на основании закона, по решению федерального закона, главного суда Российской Федерации, эти земли тоже вернули. Часть Чеберлоевского, твоей родины, которые были спорные территории, это тоже вернули. А сейчас же Кизиной Ам как раз, Кизиной Ам же является... Казиному Аму это отдельная тема, мы сейчас об этом поговорим. И, наконец-то, земля, которая в 2009 году технично под заповедник Эрзи Сунжинского района, еще раз, я хочу, чтобы ты понял, я карту могу тебе сейчас еще раз показать. Подожди минуточку, может быть, ты в прошлом эфире не видел, я хочу, чтобы все видели. Это карта, опять же, Республики Ингушетия. Опять же, не Чеченской республики. Я хочу, чтобы... Так, это у нас Чеченская республика. Это у нас Республика Ингушетия. Чтобы было видно. Чтобы смотреть. Смотри. Это... Смотри. Видишь? Можешь прочесть? Да, карта, схема Лесовой Республики Ингушетия, 2006 год. 2006 год. Чтобы было видно. А теперь смотри. Что написано в этом месте? Ачхой Мартановский... Я не вижу дальше. Лесхоз. Лесхоз, да. Видишь? Видишь? Да. Ачхой Мартановский. Да. Это территория Чеченской Республики. А теперь смотри. Видишь вот этот пунктирчик, да, который они зарисовали? Да. Вот этот кусочек. Из-за того, что в Чечне есть Сунжинский район, и в Ингушетии спорный он у нас назывался Сунжинский, и у них назывался. Они для того, чтобы расширить вот здесь свой заповедник, который был 5000 квадратных гектаров, увеличили его до 32 тысяч гектаров за счет чеченских земель. И то, что, например... Взяли вот этот кусок, чтобы ты понял, в 2006 году эти земли еще чеченские. Те карты, которые я тебе показал, вот карта Бимбулата Богатырева. Вот она карта. Видишь? А на этой карте Сунжинский, Малгобекский район, это их или наш? Это как раз таки была. Она была спорная в то время территория. Это спорная территория была. Но в 2006 году она еще была спорная. В 2018 году вот наша территория. Чтобы ты понимал. Смотри. Вот карта Чеченской Республики. Смотри, вот она карта. Видишь? Чтобы было понятно. Вот этот маленький кусочек, видишь? Вот этот маленький кусочек. Вот этот аппендикс, видишь?
Вот земли, которые вернули. Он в то время, как у нас назывался, смотри. Сунжинский район. Сунжинский район, правильно. Сейчас он называется уже, называется Серноводский район. Вот натеричный район, который они говорили. Между натеричным районом и вот эти все земли, они были спорные. И эта территория... Это карта какого года? Эта карта уже современная, уже последняя. Это сейчас уже после возвращения, чтобы ты понимал. То есть в 2006 году, в 1928 году эти земли были в составе Чеченской республики. На тот комментарий я хотел бы ответить. Например, когда Абадиев или другие такие сказочные персонажи пишут какие-то книги про нас, рассказывают на своих именно аккаунтах что-то плохое про чеченцев, это считается нормальным. Даже когда ты спрашиваешь, когда у тебя идет простой диалог с ингушом, когда ты говоришь, почему он так рассказывает, любой ингуш тебе даже здесь говорит, он же ничего такого не сказал. Мы обсуждаем нашу историю. И там кто-то писал комментарий, почему этот эфир между чеченцами и ингушами вражду делает. Никакого вражды нету, это просто история, какая она есть. Нет. Факты. Любой представитель Чечни, Ингушетии, мы тебя знаем уже на лицо, мы знаем, ты включить свет для тебя не проблема, это уже вообще никаких вопросов нету. Есть одно правило. Лицо свое показывай и задавай вопросы. В рамках культурного, как говорится, диалога можно вести разговор. Все, что остальное, сюда же могут обратиться любой человек. И ингуш, и чеченец, нету никакой разницы. И дагестанец может зайти. У них был какой-то эфир, что это мне не понравилось, я это увидел где-то в Инстаграме, что нахче это от слова няхш, типа, это от слова мусора, типа, придумано это слово. Это уже, ты знаешь, это из области. Не, когда они это говорят, это считается нормальным. У нас тоже был такой, который говорил, галга, это галделга, это отбросы, короче, из них созданный народ. У нас тоже такой был. Есть такие больные люди, что ты обращаешь на них внимание? Не, если они так говорят, что они самые древние в этом мире, я не могу сказать, что чеченцы являются самыми древними, хотя я сам чеченец. Они сейчас придумывают название месяцев просто. Сейчас у них там какое-то... Это правда. На самом деле это правда. Они придумывают сейчас название месяцев. У них этого не было до этого момента. Паша, когда я написал там, может, вы возьмете наши, типа, мы являемся войнахами, как вы говорите, там, Чиланбут, это февраль, там мне написали, это у нас свое должно быть. Это ладно, пускай, это их история, пускай создают и сочиняют, что хотят, мне до них дела нету, честно сказать. Я по спорным вопросам, да, и вот этот донат, который прислал, Макар, ты не понял, дочитай до конца вопрос. Вот такой донат, который прислали, и который я не зачитал. Сейчас я зачитал, вот такой вот донат был. Насчет Кизина Ама, Кизина Ам всегда делился именно между Дагестаном и Чечней. Он не был всегда таким. В 1983 году некий председатель Боков отдал часть, 15 или 30% казино Ама Дагестану с легкой своей руки, а до этого часть земель Чеберлоевских и озера подписал документ и передал его Дагестану. Даниялову даже. Понятно. А насчет Владикавказа, некоторые говорят, что это был Заур-Юрт, по-моему, чеченский Заур-Юрт, и Владикавказ это обозначает... Не надо говорить чеченский, я не буду за это браться, никакой чеченский он не был, я говорить за это не хочу. Владикавказ, Буригал, как там жили с пригородного, как жили там в Алгай, это их территория, не надо туда лезть, не надо сочинять. Я не хочу Заура, Вайяри, там есть у нас, которые есть и те люди, которые говорили, что у нас есть такая версия, что у Ерза часть ангуштил, я такие вещи, которых у меня нету доказательств, не люблю обсуждать. Я не хочу их обсуждать. Потому что любой человек скажет, есть доказательства, есть показать документ или что-либо. Я не могу. Я видел карту, где написано именно Заур-Юрт, это древняя карта именно. Я видел это в Дагестане, именно в Хасавюрте. Что там написано, Владикавказ, это Заур-Юрт. Я не говорю, что это был чеченский.
Но что чеченский Заурюрт, ты видел карту, что Заурюрт чеченский там написано? Не, чеченский там не написано, просто там написано юрт. Из-за этого А мне это Заурюрт стало это так я интересно. знаю, это я и видел, эта карта и у меня есть. Вот, этих вопросов, таких картов, где говорится, что это именно Дарьяльское ущелье там принадлежит определенным тейпам, это все есть и оно публикуется, да, вот, поэтому... И у меня возникает такой вопрос, когда именно про наши земли говорят, до Грозного некоторые говорят, что это ингушские земли. Мне просто интересно вот задать любому ингушу такой вопрос. Я уважаю ингушей, у меня прекрасные отношения, я знаю прекрасных людей по вере, по исламу, Сколько тебе лет, Маша? Мне 30. Ты давно начал верить сказкам? Я Я в думал, том у тебя... смысле, я сейчас Я объясню думал, тебе что у свою тебя... мысль. Ну, вот где-то в Просто 4... когда ты так говоришь именно, некоторые думают, что у тебя какое-то вражеское отношение, какое-то враждебное отношение к Да ингушам. читать я не хотел, кто там, что там думает. Эти Я просто сказки про объясню именно белого суть. бычка. В 1801 году в 1801 году количество по официальным данным российским, которые посчитали чуть ли не по головам каждого человека, они говорят от 9 до 10 тысяч ингушей. Вопрос. Зачем территория от Дарьяла до Грозного для 10 тысяч человек? Это чтобы один человек сел и говорил, это мое село, что ли? Это Я чушь вообще собачья. по-другому объяснил бы это. Я понимаю тебя. Там и Это не да. только это. Там есть документ 1810 года. Ихний же документ, где четко написано, что на Назрановские земли они просили прощения у российского там царя или у кого там уполномоченного, которого просили заселиться на Назрановские земли и так Я, далее. это знаешь, как объяснил бы, например, что это не ингушские земли. Я объяснил бы по-своему это. Например, во времена шейх Мансура, во времена имама Шамиля, Байсангура и других людей умирало огромное количество чеченцев. Во времена выселения 425 тысяч. Это огромное количество. Это примерно там, я не знаю, можно... Это никто не знает точную цифру, там, но около там 2 миллионов будет. Даже во времена с 91 по 2009 год. Если все собрать, это... Даже этого количества, которое умерло, чеченцев, не было ингушей никогда. Откуда у них такие земли просто? А как откуда? Ты же говоришь, что ты веришь сказкам. Вот и верь. Не, я Тогда не говорю, что я верю. Я просто задал я такой понял. вопрос. Если у вас Да нет, нету, конечно. вообще не было такого количества людей даже. У них свой ареал проживания. Никто не говорит. Я туда не лезу, честно сказать. Мне это уже, честно, не волнует. Ну, вот эти сказки Бузуртану, Абадиеву, да Грозный, Ачхой Мартан наш, там, посмотрите, сейчас мне начали задавать вопрос, Валерик, скажите, кто основал, Гихи кто основал? Основали Нохчи. И Гихи, и Валерик, и остальное тоже основали Нохчи. Потому что во время военной Кавказской войны, против кого, от кого защищаясь, были построены крепость Владикавказ, Назрань, Грозная, Кизляр. От кого? В первую очередь от чеченцев, которые нападали на военно-грузинскую дорогу. Вот и все. Этим все сказано. Где были границы, как потом распределились, как разделились, это уже второстепенный вопрос. Разделились, отдали, поселились, дадирзины. Не, некоторые это объясняют, знаешь, как, типа, что это ихнее, типа, что у них там на нашей территории есть ихнее кладбище, ихняя фамилия на надгробных камнях. И вот это доказательство, что это ихнее. Я ему сказал, у нас огромное количество людей на последней войне, около 400 тысяч, умерло, у них нету даже могил этих людей. Они нигде не захоронены, они не официально, не неофициально, их просто нет. Вот. Во Франции одно известное мусульманское кладбище, где захоронен, там, не знаю, потомки там или кто-то, семья Топа Чермоева и так далее и тому подобное. Франция уехала, мы целая. А вот теперь, вот хорошо, Франция наша? Конечно, наша, весь мир наш. Германии там похоронен, там будет Авторханов и остальные. Германия наша. Финляндии похоронили, Финляндия наша. Ну, я не знаю, в Дербенте похоронен чеченец. У нас каждый год сотнями, ну, не десятками умирают в Саудовской Аравии, Мекке. Мекка тоже наша? Конечно, мы же от одной происходит. Весь мир наш. Поэтому вот тебе и ответ на этот вопрос. Глупые вопросы порождают глупые ответы. Что касается реальных вопросов,
касаемо Сунжинского, Натеречного, Наурского района и так далее и тому подобное, нет у них никаких документов. А Сунжинский Единственное, это... что они говорят, если по шариату, мы же были Чечено-Ингушетией, говорят, да, мы должны были после развода, половина Грозной должны были нам отдать. То есть столица должна была быть половина ихняя, Бахцар. Но, наверное, по шариату, если решать, нужно решать для начала. Во время объединения у вас был Грозный? Не было. Во время объединения нужно говорить это. Снова же, вот идет спор по территориям Владикавказа. Наши глава говорят, что правый берег Владикавказа это Ингушетия. А левый берег чей? Левый берег получается Осетин сегодня. Алан. Так ведь? Но они не согласны. И правый, и левый, они вот сегодня у них. Не считая некоторых земель, и даже из всего пригородного района. Я снова же, я туда не лезу, к ним не лезу. Но если говорить по чесноку, я считаю, ну да, там жили казаки, жили. До казаков там адыги, черкесы и чеченцы. Наглядный пример в Седах, где заселены и живут с 1800, там, начала, середины 19 века, первой половины 19 века проживают чеченцы вместе на землях, где была Малая Кабарда. Раньше живут даже, чем ингуши. Вопрос. Этот анклав, где похоронены, где есть старые захоронения чеченцев в Седахе, село 99% фактически состоит из чеченцев. Вопрос. Эта территория, она Чечня? Если мы говорим по надгробным плитам, там достаточно. Прямо записано Гунуай, Алруай, Зандхуай, там прямо Энгнуай. Записано ведь в Седахе похоронены ночи. А эта территория тогда чеченская? Ну, по ихней логике туда. Ну, вот видишь, эта проблема, ты знаешь, как раз таки одна из этих проблем и не позволила им заселиться во время, вот, когда был конфликт 92. Помнишь, говорили, никто не запускал, не выпускал, не разрешили в Асиновке и Серноводске поселиться. Кстати, мне из Асиновки и Серноводские люди, которые позвонили, еще старожилы тех времен, сказали, нет, вопрос был в другом. Они обычно как делают? Они селятся среди нас, хоронят одного, двух, трех человек на наших кладбищах, поскольку мы не говорим о Валтике, да, а потом показывают на могилы и говорят, видите, через 100 лет здесь проживали наши, эта земля наша. Чтобы не было вот этого, говорит, мы и не дали. Это была якобы одна из причин. Мне такие, валлахи, биллахи, талай, мне объяснили это именно так. Другие говорили, что не дали, вот этот комплекс был Серноводский и невыгодно. Ну, я в это, честно сказать, не сильно верю. Не дали заселиться в Серноводские комплексы для того, чтобы там бизнес невыгодно, никто бы не платил. Это чушь, конечно, собачья. Туда-сюда не пустили, остальное место проезжайте, в Грозный ехали. И на карте 1928 года, который ты показал, Сунзанский и Малгобекский район, это входит в Ингушетию или это входит в Чечню? Он не входит ни в Чечню, ни в Ингушетию. Эта территория спорная. Но уже после этого времени, когда начали оттуда уже отток всех людей, оставшихся, уехали в Ставропольский край, и эти места остались свободными. И по этому вопросу, конечно же, было решено. Я так понимаю, что вот этот кусок, весь казачий округ, поскольку там жили и ночи, и между братьями, просто они решили поделить на две части. Одну часть перешла Ингушетии, другая часть перешла к чеченцам. Вот эти две части, и часть, которая принадлежала чеченцам, из-за того, что, вот, как ты говоришь, была малая часть Ингушетии, чтобы там создать, было негласно временно передано с запретом межевания и строительства домов, временно, на определенное время передано Ингушетии. Ну, Дудаев убит, остальные убиты. Сейчас это ничего не докажет. Чечня воевала 20 лет. И в любом случае, в этой ситуации, как Аушев говорит, они бы прочертили карту и до Грозного, и доказали, что это ингушская земля была. Что есть смотрите, но, если по его словам судить, поскольку чеченцы защищали свою родину,
и были в этот момент бандитами, террористами, с их землями могли начертить и нарисовать и сказать, что они принадлежали кому угодно. Тут ничего такого нету. Но благо Всевышний Аллах есть, и мы отделались небольшими кусками. То есть мы оставили 51 тысяч квадратных метров или гектаров оставили Ингушетии. Это сам президент, бывший экс-президент Ингушетии Евкуров заявил московскому комсомольцу в Москве. Он сказал, спорная территория между Чечней и Ингушетией было 83 тысячи гектаров. Из них 31 тысячу. Из них 31 тысячу гектаров, которые незаконно мне подсунули документы. Некий Гагиев и его компания подсунули документы. И в 2009 году они оттяпали лесные земли, а потом их вернули. Эту 31 тысячу фактически там и чуть-чуть там сверху они вернули, а остальные 50. Он говорит, мы все равно, он сам Евкур говорит, мы все равно, ингуши, остались в плюсе, потому что нам вернулось еще 51 тысяча гектар земли. От чеченцев, братья Галга, ничего не потеряли, они наоборот выиграли. Но те люди, которые недовольны, они хотели и эти земли, хотели, может быть, 80 тысяч, я не знаю. А может быть, многие из них введены в заблуждение, им не рассказали, их вводят до сих пор в заблуждение и говорят, чеченцы украли, у нас мало земли, украли. Но мы-то ничего не крали. Мы не крали. Когда этот вопрос поднимался, надо было больше, чем этот кусок в 10 раз. И самые исконные земли, это был пригородный район. Надо было по пригородному району разговаривать. А не говорить, что вот чеченцы такие, грузины нам братья, чеченцы не братья, осетины враги и все тому подобное. Ugur kızgımel o etgansa tatsuçarda dolu etgamel tuan bolşana inzerina wasalgino oxşunol dat tuan bolşana slipsoska warsa so вайтинва я сиртига engelse 50 около миллиона ахшлирит инвана эстерис as ta шикер бут бежут я тинва шмех талдеула қи 100 тысяч дал без монела с нейно шикер қи ахшнах кадасалачу إخانا دا جوسون إزاما دا جوسون أوش غليت يولكا نوخشي ду يلا أبو بو паник лерсига поляш я поляш представить мас любой человек представить лого поле эс поляш я разбитин палаткшир эс палаткшу аш нохши бар эс ван болшан ирч замерис хазнех сангал ва яхир шейк эс поляш я ина элла сондайетра ина васл ина элла кана васл Чин чует только $100 сложно, а барастя хазнех сан бизнес Я хочу, да, я ситуацию. Я хочу тебе привести примеры нашего бывшего председателя парламента Дукуаха Баштаевич Абдурахманов, кажется, сказал такие слова. Причем он сказал мудрые слова. Вот вы нас упрекаете, то, что вы пустили нас якобы к вам на ваши земли. Мы не были на ваших землях. Мы были на спорной территории, которая была между нами и вами. Вот как сказал. Я не знаю, насколько обоснованно он это говорит. Но он был историком. И он знал прекрасно. Они его ненавидели, проклинали, да, Гяшу отцу. Но факт остается фактом. Он сказал, как раз эта тема поднималась. Это же не первый раз. Эти темы поднимались в 2009 году, в 2008 году. Эцхана, он эртига, Красный Крест эртига, гомпомощь того, что Алла бери хавич, нохчиш, что айн бугош, Алла махкаш бештан. И там инзери ирчтуам бери схаднех сандуку гергернах было масу, чау адмиши. И он гомпомощь краса коробку шериш халуш, и нохчи бертига хавич, и Алла бертига хавич, Алла махкаш бешеш, нохчи чау бугош. Султ я Европе малюк хаваулулер, шеш нохчи ду бо хабакир. ويا خلا تحندينا سارة تحني كيبر زيادات لأن شو تريتوري ده تعطوا جو قمع دولو إشتاش بحني ندوش نوختي ولا ويتاش بحني ويتعيامر تخليس يعني تحهم ده تعطوا نوختي خسيور طباني رس اتزامن شو دو إحكي بولشي صار غزني أصلا تقلع تيرش صار بقلنا وصل دينير صار نتيجة عدك ده إنزلي تا بخ بال برخسي عدك نوختي تقوم خلرنا пользоваться داش مليوك برخس كفكاز يعني. Но вот сейчас как раз таки, почему мы проводим эфиры, почему мы говорим, чтобы больше никогда не допустить того, чтобы у нас была война, чтобы никто не наживался на горе
людей. Валлахи, биллахи, таллахи, я снова же вам говорю, я не утверждаю, что все гала такие. Я никогда этого не скажу. Я знаю, среди них есть достойные люди. И мне многие ночи звонили, говорили, бесплатно наши семьи жили. Я знаю. Но Я не говорю, что все там, мы должны конечно, говорить жили, да. правду. Мы должны говорить правду. Возможно, большинство жили бесплатно. Но исключать процентов 20-30, которые $200, $300 платили, что это было, мы исключать не можем. Одно скрывать, другое говорить не про. Или мы должны про все молчать, ибо не говорить, мы вам помогали. Но если вы говорите, мы вам помогали, вы должны понимать, что, само собой, те люди, которые платили или что-либо, они тоже выскажутся по этому. Вы помогали, да, но вот такая. Много моментов по палаточному лагерю мне рассказывали. Огромно. А сколько оскорблений я слышал из-за этого палаточного лагеря. С тех людей, которые непосредственно в 2018 начинали говорить. Поэтому я не утверждаю, что они помогали. Нет, помогали. Есть, которые помогали. Может быть, процентов 50 помогали, а может 20 помогали, а 80 брали. Нет, Тиган, я не в том смысле, что... Я насчет этого спорить не буду. Но, ведь, подождите, если говорить по справедливости, мне говорят многие ночи мои адвокаты, они, получается, всегда мне говорят, им никогда никто не говорит. Они говорят мне, Башлам, многие нам помогали. Я говорю, окей, я знаю. А давайте теперь спросим с той стороны и послушаем, что говорят они. Они говорят, не запустили в Асиновку, они говорят, не запустили в Серноводск. То есть они проехали через всю республику, чтобы поехать в Чечню. Неважно, почему остальные их не приняли. Этот вопрос мы тоже оставляем. Но, снова же, Аушев Руслан, первый президент, которому я больше доверяю, говорит, что 60 тысяч проехали в Чечню, получили. Есть видеодокументы, есть видеозаписи, где раненые рассказывают, где студенты наши вытащили. Из Дукайошити. Неважно, они в это все равно не верят. Алши говорит, приехали 60, но когда появилась опять проблема, и военные действия начали уже переходить на Чечню, уже и оттуда ингуши, и которые наши поехали с пригородного, приблизительно 120 тысяч человек беженцев из Чечни вернулись в Ингушетию. Это слова первого президента Республики Ингушетия. И я ему верю. Я ему верю. Но многие, кто говорит, багдадцы вы не приняли. Багдадцы, подождите. Почему я должен соглашаться, что мы не приняли, а вы не соглашаетесь с тем, что 50-60% тех, кто был беженцем, платили за сарай? Знаешь, Вот именно что мне не нравится, именно что меня задевает в этой вообще всей ситуации, когда здесь именно когда-то речь заходит в шутку, типа якобы в шутку, но каждой шутке есть доля правды, якобы шутку говорят, что ногчи, чего ты аж не идут, а хахамуху я накузю, ногчи убош, мы вена накузю, а общего мы ола муату, да, мадардич, да, ишь мадуиз, кузи хабят, ну, масанаешь, ногчи шерт саниден, уба, мацарлитига, хазнеясан тому бухин, да, один нахбартик масана рабона шей. Кисна последнюю мадолш, на самом деле. Хазнеясан галаш на уастал дина нахбутига, камал датис диасон, кузади на галаш на уастал, ала ангуш мадуиз, а шабиш ишт бусубах, ну, шегех кучу, дуется процентов 50-60, царка пяхкая, нажиться одинак на это. Я, честно сказать, в этом вопросе я не спорю. Это, в принципе, обсуждение между нами, это неправильно. Мы знаем правду. Это вот когда заходят другие, начинают говорить. Нет, это я сам был там, я сам это помню как сегодня. Я помню эти улицы Слепцовская именно, я помню все это, я помню там, как тебе сказать, там даже в школе тебя ненавидели из-за того, что ты чеченец, понимаешь? Ногчи ушел из бош, да? Я тем, что я чеченец, я горд этим. Худыйду, я тебе скажу вот как худыйду, чем не стать. Я ничему не удивляюсь. Ты вот сейчас пытаешься мне объяснить и говоришь, и вот была проблема. Буквально год-два тому назад лично я во всех социальных пабликах видел. Вдоль дороги продается чеченская клубника, вайлах, вез еще как клубник, цаюхкич боушбориш. Чтобы ты понимал, если эти местечковые клавишные герои диванных войска, я не говорю все, именно диванные войска, которые говорят и хотят воевать даже против клубники,
Мгм. Что уж говорить о людях, то есть чеченская клубника. И один начинает рассказывать, великий гений, биолог, видать, я так понял, философ по всем докторским наукам и биологии, и фармацевтике, он начинает. Да, ведь машины проезжают, вся эта пыль садится, мы покупаем, кушаем эту клубнику и болеем. Вот чувак интересный, почему всю жизнь ты кушал эту клубнику, покупал эти цветы, черемшу покупал, все остальное покупал. Ты никогда ничего не было, а вот сейчас можно воевать против клубники. Ну, там и не только клубника, мы знаем и про колбасу аргунскую, Мгм. которые старейшины выкинули, когда им предложили поесть. Ну и так далее и тому подобное. Мы снова же говорим, прошу не путать. Валлахи, биллахи, мы не говорим обо всех. Никогда не имел привычки говорить обо всех. Мы говорим о конкретике. Люди, которые определенное количество провокаторы, которые сидят. Были ли с нашей стороны? Были такие. Которые оскорбляли были, которые задевали были. Но, извини меня, 2 года терпеть, сидеть, молчать, когда тебе каждый второй, ну, если я не ошибаюсь, ну вот у меня сейчас, подожди, я сейчас попытаюсь показать один документ вам. Я его не загрузил, но этот документ, кажется, вот этот документ. Ну, вот посмотри, прочитать этот документ, если его возможно. Перед высылкой в 1944 году также завозили и расквартировали у нас войска. Тут просто-напросто не все помещается в этом документе. Но суть, что я хочу сказать, Соболдела. В этом документе говорится, что готовят нас опять к депортации, этот чувак рассказывает, вот в этом Макшарип Каси. Мгм. Я, как ты выйдешь с эфира, я покажу вам, что он написал. С другой Мгм. стороны, говорит, Давай сидит. я лучше выйду сейчас, просто ты Давай, покажешь. выйди и Давай. пускай посмотрит Ассаламу алейкум. документ. Ассаламу Да, алейкум. Да, тубой масери. Масерова. Смотрите. Я его не загрузил. И таких документов у меня уйма. Так, выключить комментарий. Прочитайте этот документ. В республике десятки лет безвластия. От нее там нечего ждать. Народ должен объединиться и республику, пока нас и так мало земелья, ее раздавать налево и направо. Пишет Амади. И посчитайте, что пишет Макшарип Касиев. Перед высылкой в 1944 году также завозили и расквартировали у нас войска. Не готовится ли новый геноцид для ингушского народа в угоду и с подачей наших соседей? И радел, не ради, неважно, и ради, Халдиш, радел наших земель между братьями, иранцами, послушайте, иранцами, это осетины, и дальше самое интересное, когда вы говорите не все, я согласен с вами, но вот этих людей кто будет останавливать? Написано, монгола, кремлевска, нагайска, кумыкска, казака, тата, калмыкскими великими потомками Нохо. И там определенное количество, кому нравится этот комментарий. Чтобы вы поняли, сколько оскорблений. То есть осетин просто называет иранцами. Осетин просто иранцами. И сколько, смотрите, первое. Монгола, раз. Кремлевска, два. Нагайска, три. Кумыкска, четыре. Казахска, пять. Татарска, шесть. Калмыцкий, семь. Великими потомками Нохо. То есть они, чтобы вы понимали, когда говорят такие вещи, когда говорят такие вещи, включить комментарий. Когда они говорят такие вещи, вопрос возникает у меня. Ладно, вы оскорбляете Нохчий народ. Неважно, что вы оскорбили Нохчи. Оставим это земельно.
великие потомки Ноха. Нох Пайгамбар, алейхиссалам, пророк. Пророк Ной с маленькой буквы, в оскорбительном плане. Писать такие вещи, вот о чем я говорю. Я не говорю все, я не говорю эти, другие. Конечно, вот о чем я говорю. И таких скринов вы просто не представляете, сколько мне присылают. Просто-напросто сотнями. Я их даже многие не публикую. Но вот этому чуваку, именно этому чуваку, я хочу ответить. Я не буду оскорблять его, я не буду говорить там, ты такой-то сякой, но давайте я отвечу, выключить комментарий, отвечу так, как должен ответить историк. Ну, историк или который знает. Во-первых, начнем с монгола. Покажите хоть один род в Чечне, произошедший от монгол или имеющий монгольские корни. У нас нету. Но, подождите. Так, где эта книга? Куда я эту книгу дел? Когда она нужна, ее так нету рядом. Подождите. Что тебе пусто ставил вечером? А, вот она. Книга называется «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Минуточку. Ладно, сделаем так. В этой книге указывается родственность некоторых фамилий, которые произошли от монголов. Не в Чечне. А именно, или служили, или были сами монголами. Первое. Второе. Кремлевска. Буквально месяц тому назад отмечали 250-летие вхождения в состав Ингушетии в Российскую империю. Это 250 лет. Это раз. Во-вторых, высказывание одного из оппозиционеров: мы за всю жизнь не сделали ни одного выстрела в сторону наших братьев. Это видеоролики, которые вы же распространяете. И ваши социальные сети. Ни разу не сделали в сторону наших братьев. Нам наши предки завещали. Это ваши слова. Это ответ на второй вопрос. Кто Кремлевска? Третье. Ногайска. Памятник Ногайскому хану не в Чечне. Или как он, хан он, или кто он, я не знаю. Не у нас. К ногайцам у нас уважение. Но у нас ногайцы живут компактно. В Шелковском районе. Это монголоидная раса. Говорят на своем языке, в своих селах. Они братья-мусульмане, им никто не мешает. Мы, как и земля, небо, отличаемся от них. Кроме того, что мы мусульмане друг друга. Это ответ на третий вопрос. Ну, кроме ваших сказок, выдуманных от Абадиева с его Эздовым. Кумыкска. Ну, про Кумыкска рассказывать очень много. Вне всякого сомнения,
кумыкское племя жило вплоть до самой Назрани. Достаточно карт. И на этой книге в Ингушетии проживают ингуши кумыкского происхождения. Здесь все есть в этой книге. Вы можете посмотреть, сверить. Кумыкского происхождения. Это ответ на ваш 4-й вопрос. Казака. Ну, с казаками, думаю, вообще просто. Абадиев сказал, что у них есть 10 тысяч казаков, которые всегда, 10 миллионов казаков, которые всегда готовы вас поддержать. Они нас никогда не поддерживают. Ну, казаки, в принципе, мы живем с ними мирно, но у нас нету казачьего войска, которые полковники и готовы 10 миллионов подключить терского казачества. Это ответ на ваш 1, 2, 3, 4, 5-й вопрос. Тато. Ну, тата, если вы имеете в виду татар, ну, мы знаем, кто входил в состав армии крымского хана. Это ваши источники, не наши. И точно так же здесь, в этой книге, говорится, что они тоже есть у вас. Ну, которые были с крымским ханом. Если вы имеете в виду тата евреев, ну, тут я промолчу. В данной ситуации J2 считается корнем, в первую очередь, от йеменских евреев. Об этом сказал ваш Муса Зурабов. Вы должны знать, да? Тут тата – это двуликая сторона и вас, и нас, так что калмыцкими великими потомками. Ну, калмыкам какие письма отправляют во времена депортации, вы наши братья и так далее, и калмыцких ханов, это все тоже есть. Что касается калмыков, да, с калмыками мы воевали, да, они с нами граничат, но не более, не менее. У нас нету калмыцкого тейпа, у нас нету браков между калмыками и нами. Этот вопрос, единственный, кто вы рассказываете, это байки и притчи о одноглазом якобы одноглазом арабе, который украл калмыкскую ханшу, женился и появился. Вот эти сказки, это опять же, кажется, это абадийская сказка, да, вы рассказывали в прямом эфире. И, наконец-то, последнее, это потомки Ноха. Ну, что сказать? Трудно мне признать это, больно мне, трудно мне. Ну, что сказать? Мы согласны. Мы готовы быть великими потомками пророка Ноха, алейхиссалам. Аж добавить, мы согласны быть потомками Ноха, алейхиссалам. Вот так по всем оскорблениям я ответил этому человеку, который якобы говорит это про нас. Я снова же не говорю всему народу, я это говорю этому чуваку, который написал. По каждому пункту я ответил. По каждому. Ни одного я не пропустил. Последнее, каюсь, последнее мы приняли на себя и говорим, алейхиссалам, благо, почему мы должны отказываться от такой великой чести? Все. Книги есть, я просто не хочу там называть фамилии, там прямо указано пофамильно, кто что. Вы можете эту книгу купить, это книга Марсагова ХСГ. 2001 год, кажется, если не ошибаюсь, книга. Не оскорбляю, не унижаю, но отвечаю этому человеку. Таких скринов очень много. Таких вещей очень много. Поэтому не нравится, когда вам отвечают таким образом. Не надо оскорблять наш народ.
Не надо задевать наш народ. Вы можете изучать свою историю. Вы можете описать о своей истории. Все, что угодно. Аллахи, биллахи. Я никогда никого не матерился, не оскорблял, ну, кроме которых людей непосредственно ведут себя ниже. Маязи, Маязи, душу. Не пишите здесь ничего. Я не хочу, чтобы мы уподоблялись этим людям. Дваг и это биодо дишниш мадиц, вестхал диз. Этой книги уже нету, она старая, старой книги. Я думаю, что каждый человек думает по мере своей возможности. Мы не пытаемся кого-то оскорбить, кого-то принизить, кого-то унизить. И черху хака чемят пока. Право каждого человека вести, как говорится, здравый диалог, общаться между собой, делиться между собой, спрашивать и спорить по этому. Так, Башлам, ты сам говоришь, что мы не знаем, кто эти комментарии пишут. Ты опять начинаешь комменты обсуждать. Это несерьезно очень. И с той, и с этой стороны пишут комментарии. Но вот обсуждать их в прямом эфире. Никто комментарий не обсуждает. Я привел один лишь пример. Там прямо написана фамилия, кто это написал. Я не уверен, не могу я сказать, что это написал он или не он. Понимаете? Я ни в коем случае не хочу... Я почему показал в качестве наглядного примера вам один из комментариев? Я же сказал, что их сотни. Сотни. Возможно, и с нашей стороны тоже. Возможно, и с нашей стороны тоже. Я не спорю. Но если это неправда, кто-то задонатил просто. Да, Сада. Если это неправда, пускай скажут, вот это ложь, это неправда. Я не против, если опровергать будет ложь. Но мне обидно, что в любом случае оказываюсь, опять же, виноватым я. Виноват в чем? Что я должен делать, по-вашему? Сидеть, всегда говорить о мире, всегда говорить о хорошем, а остальные будут поливать мой народ. Причем используя вот эти же термины, используя и писать, хорошо, переводчик, я очень тебя прошу, найди тогда этот комментарий, пиши, займись тем, чтобы найти этого человека. И я снова же не обсуждаю их. Я не обсуждаю их. Если бы я их обсуждал, если бы я говорил о них, о каждом, каждый эфир был бы как раз-таки настроен на это. Но мне задали вопрос, я ответил на вопрос. Я могу вот так отвечать. Я имею право защищать свой народ. Я имею. Если это написал не этот Макшарип, допустим, а написал, как ты говоришь, кто-либо другой, как ты говоришь, я и этому человеку напишу. И про его народ точно так же расскажу, как он про мой народ рассказал. Почему-то вы всегда все можете говорить. Неизвестно, кто сделал, зачем обсуждать. Давай оставим. Весь интернет заполнили этими. Адукуахаг. Вот ты говоришь, что там-то ведь первая часть вопроса вообще не об этом. Первая часть вопроса не об этом. Хорошо, по-твоему, кто это сделал?
Я разве от себя что-то нес или что-то? Я ответил на этот вопрос. Умар Яхьол Чант Ир донат через PayPal. Пришел, Аллах дал сайол, а PayPal чул я это не донат дал духвахуэл. Очень приятно, когда братья с Европы отправляют донат. Просто приятно, потому что он через PayPal приходит. И прямо без всякого труда ты прямо можешь сверху зачитать его. Прикольно бывает. Дересха да сайол. Ну, 2-3 доната уже есть на сегодня. Я не знаю, каким образом можно это остановить. Валлахи, не знаю. Я сам эти комментарии вот так не пишу. Но пытаюсь сделать это в эфире или как-то это остановить. Зандакский, как отправить донат? Донат у меня на главной странице, то есть на моей лицевой странице, под моей фотографией есть ссылки. Если ты находишься в России, то там есть номер Сбербанковской карты. Если ты находишься за границей, есть платежная система PayPal. PayPal, also, PaySend, also. Через него отправляешь, и сколько кто хочет, донатит, и все. Залимхан, ты не считаешь? Считаю, да, есть такие моменты. Есть. Ну, это из 100 1 или 2. Я же вам говорю, у меня есть определенные друзья, братья, которые сидят почти во всех группах. Они мониторят все, все фиксируют. Каждое оскорбление, все где есть. Самый, даже сами отчет, группа Шуанах бокса. Я говорю, через PaySend тоже могут отправить. Я не говорю, что это то же самое, Тим. Тайм 31-36. Мне через PaySend сестра присылает, и доходят они. Ну, поэтому мониторят, смотрят, показывают. Они живут этим. Пытаются каким-то образом прекратить это. Сами они очень редко пишут. Очень редко. Но есть. Если про нас не говорят, он нигде, ни в одном месте, они даже не смотрят, они просто уходят оттуда. И это очень взрослые люди. Очень взрослые. Это не молодые ребята. Башлам, ты Шервани конкурент? С чего вдруг? В чем я конкурент? Гургал Секир Башка. Тебя бы еще не спалили с таким ником. Ликас, почему он мне конкурент? Башлам, такой же логика, как и в Ингуше. Если у меня квартира в Ингушетии, я могу назвать его Нохче Шахар? Ну, да. Нет, я говорю, что есть много таких комментариев, но на многие просто не обращают внимания. Видят детский почерк, видят, что это провокация, оставляют. Данный комментарий я просто как пример привел только. Ни больше, ни меньше. Аллахи, билахи, талахи. Снова же. Я не говорю обо всем народе. Никогда не говорю. Ни о них, ни о других. Есть такие же комментарии и со стороны Сюли. Если вы думаете, что здесь нет. По Уховскому вопросу у Сюли то же самое. У Сюли то же самое. Дерес Халархман. У Сюли то же самое, ничего удивительного нет. Именно по вопросу, когда Уховский район затрагивается. Если затрагиваю какие-то героев исторических, то же самое разборки у меня бывают, и комментарии присылают, и некоторые кумыки. Так что это не зависит от национальности. Просто есть определенные люди. Магомед Идрисович задонатил, Мухаммад Далцаева доната дал духуахуа. Так.
Сейчас мы зачитаем. Анонимно. Это был стоящий ответ. Кудришин Тир. Это был стоящий ответ Кудришин Тир. Вот такой донат от Анонимуса. Ответь, пожалуйста. Нет, это не все дагестанцы. Это конкретно только аварцы. Сюли не все дагестанцы. Да, есть такое понимание, как говорят, что Сюли, имея в виду всех, но это не так. Сюли это аварцы, разгумки это лакцы, это на нашем языке. Гумки это кумыки, лезгуэ это лезгины, кто там еще я забыл, кого? Резлоэ это татары, Норы это нагайцы, Цадахрой это даргинцы, кого я забыл еще? Дидой, дидойцы, Андой, андейцы, кого я еще пропустил? Вроде бы все. Ну, табасаранцы и так далее, рутульцы, я их уже не буду называть. Каждую национальность. Гюржи это грузины, Эрмлой это армяне, Гайбертлой это кабардинцы, Абзой это абазины, там я еще знал убыхи, абхазцы, Адгой, адыги, черси, черкези, черкесы. Вот такие вот названия. Не-не, я говорю большие. Дидой. Разве дали? Разве дали? Не понял я вопрос к Казу Эли. Марко. Так, что тут? Черси. Черси я сказал, черкези, черси. Сейчас сидит. Марко Стинг. Я окончил Академию государственной службы, окончил Чеченский госуниверситет, закончил колледж, закончил техникум. 4 вуза. Если я где-то допустил ошибку, и ты тем самым хочешь меня как-то подколоть, не стоит. Просто скажи, как есть. Я признаю, когда я ошибаюсь. Если я ошибся, я говорю, я ошибся. Факт, что этнограф, историк Чах Ахриев в истории писал, что ингуши, да, это я не буду уже читать, это не надо. Чах Ахриев, что написал это. Знаете что, Выжри, если это каким-то образом не касается нашей общей истории, я не хочу это обсуждать, и что там говорит история про них, я не хочу этого говорить. Пускай своя история, это все нормально. У них своя, у нас своя. И я никогда не был сторонником того, чтобы обсуждать чужую историю. Да, я закончил Академию госслужбы на красный диплом. Никогда не платил ни копейки, никому. Один раз на 2 курсе во время зачета за то, что у меня был пропуск, я купил коробку конфет преподавателю. Но не в академии, а в университете. Больше никогда никому не платил. Никогда. Не говорю, что я умник, не говорю, что я там и так далее и тому подобное. Я работаю сам на себя. Иногда подрабатываю на, так сказать, разных по контракту. Башлам, ответь. Кому ответить? А я платил. Маршо, красная ты борода, не знаю. Но ты у нас великий таможенник, поэтому я думаю, в таможню бы не взяли бы любого человека, кто платит. Ты у нас сердцеед. Все за границей, кто есть, красавицы, молодые девушки, тебе подарки делают. Тебе подарки за 300 евро делают. Это тебе не халам-балам. Если бы ты не закончил бы с отличием, тебе бы не дарили такие подарки.
Так что ты у нас, даже меня опережаешь. Мне никто не дарит такие подарки за 300 евро. Но я не говорю футболки там крутые там, и так далее и тому подобное. Boshlam, assalomu alaykum. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Hudboyga ashtoy mukshtoy. Да, а что, алхамдулилlah, да, я там сами. Boshlam, tavobros duq. Удой, хакатал. Ха, звак бурду. So, hon istori khare ho qatlu ushworsa da. Istori jo inzo kanitel duq amoy apon rost короче. Ва. Hoglodu waqa bergshta tvoy au hoskero yana bergsh. Ага. Ghesh bu подписаны bu. Taum qatlu ushworsa. انت حون هو الخيط حمنين يجيست زون اندرس وقتش ان ساقر ريون حيلر باندات او خوسكي تي عانو ديزي تيغا هو الخيط عن وبشي تويو منيني ده عن هو الخيط Туан ازدا хуал حلو хете. جاياتي Хорошо, асет жвак лон суман. Ци ано цаюш. Дö хасадо, шол да раха. Ци андой однозначно меттегио рюц метхотариаци. Ци анда. ده Цадо. تعلون دي صردوق يوم Тяхлон дюсерду и мало того, любой шугариалио лгало, любой шугариалио лгало, сразу же будет уже как диверсия, как переворот и так далее и тому подобное. И что? Ой, чардя шума дот чаха, кило я гаш, я сам бях балаш лишь будешь. Дхар диештек, в первую очередь, ох, махка диештека, хасаюртеле и район. أوخوسكي رأيون إلي إغاج أو إلي إقيق بحاج خوالمو قدا شاميتشنا إدلاح ملوخ يورت إلاح أسمان يورت إلاح مسيرة مسونوخ تشي تعبرت خلبيز مسيرة تعبرت خلي ليتسلوش هر ديكني قوي هر غوني قوي تسبول ديق أتسلوش هرش أتسع خلي هينز بول حلقوش بول كيقل خواي حميتشرو ألش سو نولاك رأيوني روبوش بيرشق بول نولاك رأيوني رواس أوخ مخكروا أوخ يرو نوخشي بوك نولاك رأيوني ربوش قمين شلاش بات نوخشي بو او ريون رابو تيبن احقي بو نيقي زعوغويو اشتغل دي نيا اشتباس سوري بوش كدو أصبر قدرين عائلجان سقيتا أصبر قدرين وبيرو إقي قام داتون إقي تيبدو إيس تقوم يقع تقوم دو سامو دقنق أصون جات سيب دي شوي واس أصلا وبشي باغي إنز ويحوش بولناغ باتك خاي توقع خدوخشي داس تو إقي دو بوخش بولناغ بو تاك باغي سو سيات مواقع سيب قدو دي شوي سيب خوش دو لازم وبشي باغي هون هو الغي إتفو منتع إنت مو حيث إنت سدا شي كرت وغلا إشوال دقانيو بوني أولي ويورتيو نولا كولتر داغستان اتاك بوناي اولوي وي سديدا كرتا عين سدينان سدينان ات كرتا ينق اس دينا وي سبر دوغيش دينا سدي нан юй он еще должна 10 лет ей было когда убили ее мать и она ухаживала за своими 3 сестрами Tane yerşoyla vuqon, dişoyla vuqon, şişoyla işçibre dabağnayış. Somal vertsede ço sıgatluşumdu da, aqson ço interesnoyins ho это вопросан, короче, войнохчи, инзо гали травош, это уман, короче, истории, статус, меллома, сохка, ока, хила. تعجيم واحد شو عبود شرحه واحد جنوب وصحون سووا شو نسوي واحد بعرف تعجيم وصحوه جوبا أنت أخو روينس دام وعصا بردلا تاقا بوشلام حديثا سوينت أخو أنا بوشلام просто объясни, что он азел в первую очередь он действует, куда он элче цахилар в первую очередь что бартхилар. Если цахил бартхуш неттегиоле, так иншаллах قيدادول هما ويا هينسا سولشا نوخشي جوا تيجا مسنحا ات اوق لازم دوغ لازر شادق وي بابلش كشا مثلا دا خايج ويل بروبليمز دا خايج وي تسعدو دا غويتي
ومسنا عديد سدوج مسلدو أسين استوانا نجايشخ نوغش على رولك شقاسنا история чукасна баслам. вот حاجة إذا حاجات أخوي يهوند جوتشو السبول عيازنك دي شريعة Дишер, der вот يهوند يازنيو خايم ده حرا وياز هوندنا إيه سامو حصيت شو ها تجيم ها نورمально интернет учится вала ها интернет сеть watch о сеть ха связь дикяца تحط о сеть شو خزيونسو حاسيجر связь дикяца о هين سمعت يا نو Игорь, это ты, полковник? Это я, полковник. Соглашусь вообще. Раз, два, три, четыре, пять. баслам связь дайелер бехмабилоштон. Да, он даст. Хазал, я почему этот ролик закинул? И ролик он классного еще. Дөхара вайцан дагочду. Новейший яхлар, цар гилклацар. Не то, что ищутся было ночи ценощу. Цер вакчар чума о цер хума дамалат аль-хайран бинацар. Мы показываем, что такой же народ, как и они, между прочим, нагайцев было в свое время не меньше. Поэтому война и санил ролик шелеиш, аух махка, бони юртелеиш, киюр шелеиш, баба юртовский район. Мичана илаха истории дейцерш, аух махка буллазам, дакайк беш, чукуш, яз, аух ваймиш бу, мичер бел бу, мял бу. Массу паблик чуят ешуш, массана дагайт ешу проблем. До тех пор, إيش أربولي أربول بيلوي شو تينا شو أربول بيش عشان خوش دبلوكس بوشون خوش وين خيات عسي عجل خوش قيادته خوش ينز بوصل الدنيا بوش بو إذا جيت ديز شكول يخمتك بوي وي كان سام خوش توي اتساجت وي к сожалению وي شو ديت يلا أسا إفيرع دقيقة باخ أو ماكع شبع أزر أو ماك مجدورية تيريكا إسولاكا يدقوي شبع إذا نقش وباس يقولان شو قيادة وينك وقت أقا وينك واتسون تيجا بشلام شبع إذا واتسون باقو زاتخو ميالو باس تا 100 тысяч ولا 120 тысяч ولا так أصبح ويتشال принижать ясхыч сюлиш худуйцер дать قيدة худуйцер модуй Конечно, дезордо. Хохнал 70 лет, чем луон дич хабош бол хин му дезорда. Вот цундер асбол худу. Вайн дехар юштек самое главное برت خلر ويتسع خلر دوي يوش بس إهم ما قالنا وي برت بون بسلامو برت بوي تاق أسحق إفيرا ما سيتوزا سهويا آدم يعون ستة آدم حق إفيرا ما سيتوز جايتنا أس وي تسيجرا يامر قولي واشا تشين بوشلو دشنش دادوش ليشا
تعيد بخيت غازي وتشيشن бошло. Доста акцер Акинет списывать теж. Вообще, нету такой нации, Акинет. Нету, Вот, истории нету. Такой... Адам, это понимаем ты и я. Но есть провокаторы, которые специально провоцируют, и они вышли на новый уровень. Мало того, что они просто это делали в Инстаграме, они перешли сейчас уже и в YouTube, и везде пишут, специально настраивают. Они просто пишут логотип, лого языцар. Мы их на место поставим, Охпер была. Аланс, лички, джазен, церш. Цундера, уэя, дөхал худадис. Хинса, уэя тига хульштол, хум аснокши матадуйц. Хунд ача, хотя мат бяч бешем все равно. И хундуйцу. Хазал талана уже тига ха ко памятникю. И памятникю. И эт шукуашта. Ца. Бойскаре кашту. Да. Уэя цердях. Первый. 89 года. Первый в 89 году хватит памятнику. Ко Белбол ветераншин хватит памятник. Сенен еще даутин. Он искал, у меня 3 книги есть ветеранов. Я тебе могу их отправить. Хаяйта, дикарем. Четвертое. Мемориальная плита имам Алим Султанов. Это когда? Машла. Тенгаю. إذا تيجي وأوخ ماك دعوة يعني ثاني يوم إمام علي سلطان عين متك شنو كرشة تيجا улица Бутига. улица это знаем. А так памятник тоже поставили, да? Памятник. Мемориальная плита ярсигасон гинай. Ага. Плита ярсига. Вот я к чему говорю? Оя жим церш юлянич. Междик юдич. Жим церш аса сейгер. Хюгер о, шу везриш, шу коман везриш. Не дуатхиш, не войнаш, а именно шу ком везриш. Ова, бони ойр хахайли не оух махка. Хайеркинел юрч, ашдо тейпнеш, мичерду, мелду, мел ашду, тер ора мичербу, хог дуниян дахайтырду. Қиеті ас боштик. Аса, жинчи метхвату ез, школе гела, садик гела, ресторан гела, бизнес гела, мелла арсам диеба диеб, шадахадыр. Но вайн ишадул хунда, вайн бырт биез вайн. Вайн бырт биез. Асинца, чуа цадича, вай ас и цадича тагалештина, ног чучура, 99% уже аух махка бочерц хамдас отдельно ахки канду саол отдельно тига ашбер сюли ахки бу саол я сюли ногчи бу саол 99% масара тига аух махка ашбеш вай коман даqa ногчи коман дақ ногчи вай бу 17 года اكتشفوا وين حقيقي يوم وتيجي حبايب كان صور تيجارات إذا просто аскезик айодо я абадида церц. Опча, дерреге дит бегер да. Вайсал. Чирдак да хоцер цундера иштумду адам. Вой дылурдек. Вой да уештек. Вой дөхар диештеге. Qisamatik shu tiga adam. Kegir khoy bu istaqosh bol. Hinsan tiqosh do chwar qiyat bül belaysh. Bayraqs hal ay barsa qiyatchunsa shiyenik halmyal oy. Shamil myal khaita حق سيحر إردق وعدوش الخدوي ونقعد إخيم دوز جيم دادوش داديردو يستي ويا تعدوي مخينا история عموير молодежи история عموير молодежи حباكنش خينا ما هنا عندنا لبو أسا حقيتي أو مكة ولا لبو спортивное достижение борьба يلي قيجي أسчукос نخشي بول سوغا بول عيازو Аз чукайси нохчи сайтиевски школы буайсар сенна аз дела дуймаву эс аух махка хок нохчи чуа пока буайсар сен унах велмават. Со буайсар ица асфабиот ахва со буайсар ица хани дуатхал долш яцусун дат буай асхундба буайсар сенна вай коман юка хок дунияна نقطة إعتقاد خوز إعتقادنسو ميروي أولمبيسكي يالخوز مير إعتقادنسو يالخوز يوروب إعتقادنسو عين يشو تانيت إعتقاد
из ногчову, из аух махкеру. سؤال غاش كدو أس إسان هم شو تونس أصبح سيتيس كشكول بربانو ديك يحكن على أس يازي ناتشو أس спортивное достижение شو نيوچек أس политик ячу нيوچек сразу бахши гока سيتيس كشكول يازين بولتيجي سويله هون يعني جمال دينو هون يعني это не школа سيتيو причем тут سيتيو وقع إما дебош язу бирбел и бог кудо эцмеття любой цхан аухочун. Милла вала, и Буайсер вала, и Адам вала, и Абдул Хамид вала, и Гачаркар вала, и Кич аух قواشنشكر ميتشانال ميل شورتر и вала. Цхан хум оле, цхан. Бони ойлар, осман юртар, хаса юртар, зандкар, дихар, сихар, улли амял асло, наза юртар, беной, масара, и Сирия ла, и Хукома ла, и на вас вахтауиз. Хокчуа, хок интернет чуа хадаж. Вахтауиз, ха хую, ха милио, ха худиц гачу, ха тон милу мух бу ал гачу. И вай гойти, والله بالله تالله وبرتاني تحن اوف مخكا عشر وشنت اير كوارتر ماس يوزر ماياتسون قيدع بيرشا اس قيدع ديك دوسا تسدوسون وريت توغ شوكليل اي تسول حلقي قصيحة مخني او شمت جيبا شلكس كيران مخني خواشت اولسون على وي ماتاعج سيقع خيلو تعتمتك شو سيوليشن او دقيقات وي تيجرا نيلش دبلال الا شيء متي تبعتنش Zonder is mettig šo. Ну, вай, во аудюч, да, свой, и хилца диез бог, да, мы должны знать всегда одно. Если есть единство, и если есть, мы все живем, гинца, последний, я почему духа обучаться, что пропустить ди, именно последняя встреча, из Хелю 23-го, Буайсерс Диндол Камел, Дик Камел, да. Инзри, просто асба, югат ахкабахас. Валлахи, биллахи, талахи. Буайсер сун никогда в жизни. Капяк ахшдилама дать. Если цюнцане, я танамет тахилама, но я вижу со стороны, как этот человек, несмотря на все, то Элдол Дешниша, для любого политика было достаточно, что не отступят, что 30 лет несправедливость. Кайбу Алдиесу. Конечно, сам Кайлакар Дарджа, Кайхилца Магар, Эцауфмакар и Биават, он сказал все, что можно сказать. Мы надеемся, что несправедливость будет прекращена, что наши дома будут построены, и Новолакский район переедут. Чадик да и лицо. Ой, 80%. Ты как, знаю. Дуде, я сам больше сказал. Там больше, чем 80% даже. Больше. Дабаганчара кир чегадути, дацалу шун шекир, дацалу ша, дабелкит акцерц ино холиш, да юра. Кете? شو دايشات شو مداني عاتقة عصفورنا ورياتي عيد وعقلتي قعدات باش لعين تعجم خاصة كي شوقع الزيتر كي عيد ودوتاريتي قاع دو هون دعايا потому что цу структуру шука войниш почти боцли вой кава вой та судья ват а свой бокуду аухмака он вой ногти бо вой юстават وتويج واس ويج تعبوا يسروا اتيا общественная организация قطعات и то и больше она цан ау лигач сапартию укау лигач ваш партию цат контейнер систем шай гюцвой но цан борца хулвой бошла вот поэтому да договорить да так аслурдан вопрос поэтому суна хсюг сакиетряха мне что кажется, да, как я считаю это, как я это вижу. Мы единственно можем как-то освещать, наставлять и говорить всем. Дало церла, үштига аш бу эзер шара, цер муак бу, цер латту, цер ценошту, дало и ад хуйгаду. Кидайол полномочия, ой, яйци еще полномочия, это. طبعا نستل دوي история عليك دوي دوات чистого دوات восьмого года 21
Вот 21-го года, да, короче, границ, Терская ногчи. область Ногчи, ватный, Юпахила, вы. но Ой Чарцани Хила, но она в то время называлась Терская область. У нас М. Диет Эльмаэрева, нельзя их Мгм. назвать, что это был одно государство. Нам и не давали Уайгер, Ну, Галгай, после Накаскин. Шамиля, короче, и Латха, Да, как после хотели, они Шамиля и просто, разделяли. да, да, конечно же, конечно. Поэтому они взяли, когда царская власть пришла, царь трех молдина с одной стороны, цакусвак, питандуален, на ошие, юкейт, урабуален, отсоединить бина царь, ук аура, треха аух, ваш хакяца, وين مخاي دي М. مو تاخ لوش دلع да ца хакяца, сюли шах да тяха, ну сюли, так, в кавычках сюли, ну, Дагестана да тяха, и остался вот этот кусочек, который посередине, наш общий дом, наша общая родина. И что Пацаны, посередине. думаю, хрен баштан, Латанш, да, шей думаю, да, испокон веков, 100, 200, 300 лет назад, тиги Инстаграм, чё, цац комментарий, шума, ешь, тагич, да, они думают, Ну что да, это... вот знаешь почему? Я могу тебе объяснить. Ага, Дело в том, я что послушаю. это очень просто. Этим занимается определенное количество людей. Игорь Швакбошел, Гаджиеви, Маджиевичу. Они утверждают, что ауховцы в данной Мгм. ситуации они не любят слово аух. Ауховцы они не говорят. Они говорят акинцы. Тем самым они говорят дагестанские акинцы. Они не Мгм. хотят, чтобы они были чеченцами. Им выгодно, Они своих чтобы вы были маленьким. марионеток Они называют хотят, так. чтобы вы были маленьким народом, Мгм. одним из 40-50, которые не имеют исторической родины. Мгм. Не Но знаю. суть не в этом. Они специально подводят к тому, что вы спустились в 18 веке, Мгм. 19 веке, что вы там 100 лет, что вы были там, платили дань то аварским князьям, то кумыкским князьям. Вот под эту шаурму, чурпу берут, аргур, вы никогда не имели выход на Каспийское море, вы жили, на самом деле, аух, вам не многие кумыки прямо и говорят, аух это место, которое мы дали вашим чеченцам, потому Мгм. что вот у них не было земель, они там голодали, с гор спустились, и наши шамхалы позволили им поселиться. Это говорят кумыки. А что говорят аварцы? Аварцы говорят, наши нуцалы разрешили поселиться им там, они в свое время платили дань, это были наши земли, но на самом деле за рекой Сулак, это левая сторона Сулака. Мгм. На картах до определенного времени есть некоторых упоминаний в русских документах, не было никаких ни аварских, у аварцев есть своя земля, у кумыков тоже была своя земля. Ну, до определенного времени, потом воспользовались с помощью, конечно же, сейчас об этом говорить поздно. Почему? Потому что уже лет 200, уже эта местность называется Кумыкская равнина, и это уже совсем другая история. Аух стал таким маленьким, какой он сегодня есть, к сожалению. Но в свое время, еще до Петровские времена, и во времена Петра Первого, чеченские, ауховские, акинские, как угодно можно назвать, акоками, акисами, их разное время разно называют. Они проживали, и есть документы, сотни которых и я выкладываю, и есть в истории Чечни, где говорят, что чеченцы проживали до самого Каспийского моря, что остров Чечен назван в честь чеченцев, что пролив назывался Чеченским. Если по утверждениям некоторых кумыков, которые мне говорят, что это место Чертень называется, как рыбная корзинка Мабайца, если у меня вопрос, если это называется рыбная корзинка, то зачем было называть непосредственно пролив чеченским? Это было тоже от корзинки назвали пролив, что ли? Так? Конечно, Не. это чушь. Там многие источники, историки говорят, проживали до самого Каспийского моря. Да, я не спорю, что проживали вместе с кумыками. Я не спорю. Возможно, кумыки тоже они проживали. Кумыки на самом деле с нами, в принципе, жили всегда в хороших В отношениях. мире, даже До, если до, в до одном селе Ермолова. жили, то в мире. До Ермолова. После Ермолова, там уже и после Петра, там немножко у них привилегии оказались больше, потому что чеченцы были Вот абортан. оттеснены вверх в горы,
на сегодняшний день, где находится Ауховский район. А так, то самое, междуречие Терека и Сулака и треугольники, а Масана Эйнбу, Аухой Махтхелбу, Тиги Бош, Зор, Гуай, Кибеш, Суан, Труай, Мэр, Жуай, Уай, Же, Уай, Жай, Же, Уай, Цаду. Юр, Арч, Бош. Да, Арч, Бой, их много, короче. Я Вот еще такая 10 лет назад читал, перебить, что я читал? То, что Инзуэй Нохчича был, я в Чечне не раз ездил, там 3, 4, 5 лет, короче, Нохчича был, нахуй общаться, дальше. Историкса, те, кто, ну, дворец культуры, культура, был нахуй, райончика был, царь помел дешхилос у тебя, шикошал. Я читал еще 10 лет назад, инзой Аршты Бумут был, шметигю, между Ингушетией и Чечней. Бумут, вот тигю, я читал так, 400 еще 500 лет назад, когда не было татаро-монгольского ига, еще 400-500, ну точно но примерно это время, короче говоря. Еще в то время переселились эхки, хокки на эту землю. Я это и говорю, да. Почему? Потому что были набеги калмыков и терских казаков с этой стороны. Ту сторону защищали границу, Ну, ты сейчас, стоп, отдал. Это так уже недостаточно. Короче. Адам, я тебе объясню, стоп. Дальше не продолжай, чтобы бился быть. Объясню тебе. Во-первых, терские казаки появились в 16 веке, а татаро-монголы впервые появились. Ты говоришь, сам ты просто себе противоречишь, чтобы это сразу. Может, я неправильно понимаю, да. Да, я сейчас тебе объясню. Первое появление на территории Кавказа монголо-татар произошло 1221-1222 год. Это раз. Во-вторых, первые терские казаки, я тебе разницу показываю. Первые терские казаки считаются, что появились на Тереке в 16 веке. Это два. Калмыки были направлены против чеченцев и те же терские казаки. Это считается, что было ближе к 16 веку. Сегодня 21. То есть это было 500 лет тому назад. Чтобы ты не путал. То есть не до того, как монголы пришли, а после того. Это же говорю я. Да. А переселение, снова, стоп. Переселение акинцев, акинцев, то каждый по-разному называет, оно произошло не из-за того, что они спустились в те земли, которые ты говоришь, которые принадлежат Уарству. До Терека, в то время, до Кизляра, получается. Они, вот эти земли, они прошли по плодородным плоскостной территории Уайлахтан и Улани, они смотрели, где свободная Уахдерша, из-за того, что Уайлямничка Диабабебан, мы начали потихоньку спускаться. Но это, стоп, я хочу, чтобы ты понял, вот это время переселения, которое ты говоришь, это уже не первое, а второе. Почему? До прихода монголо-татар мы были на плоскостной территории. Потому что время пребывания между речью Терека и Сулака ауховцев, а в том числе и акинцев, считается как 1000 лет. 1000. Чтобы ты понял. После того, как пришли монголы, их было много, и армия была более дееспособная, загнали нас чуть вверх. Монголы в горы не поднимались, даже есть сражение, Гюмсях или сражение, они поднимались в предгорье, Хабол-Шилош, когда они не поднимались, им нужны были плоскостные территории, в которых проживали в основном, само собой, монгольская армия. После чего, смотри, поднимаются вверх, их оттесняют, они там делают ставку, которая называется Золотая Орда, приходит, мы чуть-чуть начинаем спускаться, договора с ними заключаем, начинаем опять спускаться чуть-чуть к плодородным землям. В горах земли плодородной мало, много людей, размножение. Спускаемся опять, приходит хромой Тамерлан. Хромой Тамерлан, поскольку у нас уже была договоренность между нами, а это уже времена и Аланского царства, между нами и Тахтамышем,
то есть монголо-татарами. Не татаро-монголами, а первый бяхтинчарца, договор, мы начинаем воевать против Тамерлана на стороне Золотой Орды, чтобы ты понимал. Тамерлану, само собой, он убивает Тахтамыша, там разбивает полностью Золотую Орду, и он заходит с другой стороны, уже со стороны Пятигорья, начинает делать нападение. В то время Ауху-Аймахка уже живут ауховцы. Это 14 век. Ой, будь тебя уже, аш бавайриш. Биш аш больше, арша хок аура аргун, укушели глане лемниш хабовый, Турцани, больше ночи или чецан койскшо шерезала, во главе с Тамерланом они входят в предгорье и начинают истреблять чеченский народ. Само собой, они начинают истреблять. И с той стороны, и с этой стороны идет зачистка, и нас загоняет обратно в горы. Это уже 14 век, 15 век. Ой, Аллах, ой, кезгдюс, нас галанчажах. Бу ахтимуак, латнаш сигар хабул, акмар сигару. Хотя говорится, что некоторые говорят, что с плоскостной территории халбяхтин бубах ахти, наоборот, шейбольчики, шейкан дольче ночи. Некоторые говорят, сигар вахбяхтин. Вот тут еще, конечно, нужно... Я читал, как гор, но после этого они спустились, интродукиш. Они поднялись, да, во время Тамерлана ушли в горы, во время Тамерлана обратно загнали в горы, нас осталось очень много. Тамерлан вырезал и женщин, и детей, сбрасывал скал, синти халиль нацувай. И он вышел через предгорье, ичкерийские предгорье, ну и таланежды наха, начал пилметки, он спустился уже с гор чеченских, та часть, чтобы подкрепиться в одной версии так. С другой стороны, он отправляет Сюлишент, Элатори Дабойца. И вот таким образом уже в то время упоминается, что ауховцы были там и проживали там. А это 14-15 век. Получается, эцхалак динчултяхак, вая духкез гдольше, уахдис смысл яц, вая лямнишкадус. Эцметтяха, гонки уахош, эцметтяха, кедабеша, дебша, жим, уахбах бюло. Но Амабахар. Потом уже то, что ты говоришь. В 16 веке, 15-16 веке мы начинаем спускаться с гор, потому что начинаем размножаться. И они не за счет того, что терские казаки нападали. Нет, конечно. Терек далеко от нас в этой ситуации. Воин еще потихонечку плодородный лячдуй. Шей вахахолчи, это сулак баса, худу и хивеню кадик. Аксай, дуй. Это аксай тани уабол чара. Язин дуй, это пишет. Язин. Дубровин Язяшу, и когда спускали чеченцы, там не было ни единой души. Был один хутор из нескольких семей андийцев. Больше на этой территории. До самого Сулака не было ни одной живой души. Еще порад вахойшин ханшо, что плодородный лач, что и гызлар йорчи качелс почти что вахойшин. Вот такая ситуация была на самом деле. А они говорят, нет, бахцар. Сюли, как говорят, вместе с Гонки. Они говорят, уже в то время, когда мы начали, уже спустились, были какие-то, уже Лула, Хошгучбол был, нападения делали. Гонки, Ши, Сия, Болши, ханство, Хунзахское ханство был. Шамхайское, Тарковское. Да, и, конечно же, само собой, Вайдик Дебас Дарцуайна. Мечики, Качкалы, Ковчи, Алватилин, название, Ишци, Цуайна. И само собой, Вадибас Дольчхайна, мы церкви Хакайкан Хакмиш. Абул, Тодольчахиду, Огашуна Саустал Лурбуту, там, Баусталтир. Лурду, Алла Хабалин, Шунд Ашит, Италиетит, Вая, Дацакихит, Вай Дольчир, Хуерис, Бахам, Дацабайта, Лахт, Адмаштадайта. Шхабалин, Вадибас. Деба, Вай Кушли, Мафатин, Туган Калмарк, Биача, Лалин, Юния. Айоти Таиq. Ишхилдалхум. Но хакарна именно выгодую. Хакар хакнизия ашбарт хануца ашбарт сигаха в 18 веке. Бакоя лемнишкар уадис нашу бахцар. Типа земли были наши, бахцар. Да, и мы вам добро дали, еще уадис на бахцар. Да. И вот чувствуешь разницу какую? 18 век
Разница в чем заключается. И, извини меня, 18 век и 15-16 век это разные. Во времена шейха Мансура, уже во времена шейха Мансура, считается, он говорит, что последний тербисин был, ну, Муцаус еще уже жим-жим, да то, что но у нас была одна большая проблема. Мы всегда воевали. Мы всегда и в то время нас делили. Хинсан хила халга делить ясундала ёш вахар буй хош халар буй ёш шютер буй ёш нашхар буй хунд ача. Они видишь в то время как называют. Они говорят чубуртлинцы, шубуты и так далее. Оли название что царвай. Вы наши бартер только чуя. Да, это раз делить до царвай автоматически. А когда мы говорим, подождите, андейцы, дидойцы, они не являются аварцами. А что? Как нет? Они наши, олса. Шейниша, шейхалитляцан, а вейниша цахалитляцан. Объединить 9 наций, чтобы была одна нация, которая правит всем Дагестаном. Да, конечно. Поэтому, если ты хочешь, пожалуйста, мы не против, если вы будете называться одной нацией. Но и к нам не стоит лезть. Вот. В этом проблема. Ищ ситуацию. Башлан, ты цахатар, дуса хугатар, да. Я читал вот ни в одном издании, там во многих книгах читал. Короче, Омар, ты немножко неправильно понял. Экки имеется в виду не как акинский тохон, а экки как одни из тейпов. Конечно, там и аухой были, ближе которые к морю, которые занимались рыболовством, вайбог и дац. Мы не говорим, что первые пришли акинцы бог, дацвой. Первые пришли народ, но вайкам. Да, там разницы нету, кто пришел. Аухай пришли туда первые, кидыш нет. В то время не было такого понимания, акинцы отдельно, асбам, там были мелхи. Даже мелхи хиллатига. Я же не просто так сказал. А если живут и мелхи, и эхки, и сегодня уже нохчмаква, а в то время ичкеринцы, вайшадеш сани айнатига. Сказать, что эти теперь нет, ближе к морю, и ранее кто проживал, возможно, были аухай. Выше чуть-чуть, кстати, да, об этом так и пишут. А выше чуть-чуть, ближе к лесам, жили эхки, тейпы, имеется. Но все это были одно. А название отдельно, как акинцы, там не идет. Нет, может быть просто. Башлам, я вот читал, кумыки, нохчемет адюта, қиқом нахир бу, так иш низ қейтер бу бацага соны нохчемат алу соны. Гумки бацар ол ровнин латан что ензо, Дагестан адол, дакизляра дол, ишейду бацар. Еще 1000 лет назад чехила бах. Но я что читал? Я читал то, что я читал из Эрдог. Монгол шбуй, иш хаборчен, а цари горен шуй, лошади ихние. Цари горен шкоиш, цан харг яум юш хил нах бубох. Как бы чуть-чуть они были. Когда продолжает Мадиса. Есть момент тютига. Ты историю 10 раз лучше меня знаешь. Мне интересно твое мнение. Хорошо. Сомнение уюхаем. Сан халхиетер хилели хиечан хилели и дацу одиштик. У нас такая ситуация, поэтому они, вот я разговаривал с ними, они причисляют себя к разным народам. Сейчас Тюмень, что Оцар, Гун, что Оцар. Но гу адала, хакиетал хум ормас. Ормас козар датцер. Хакиет я син сполучен. Это же я говорю. И все, когда обсуждать, ты видишь, ормас козар датцер. Иш хайнца бяхнир, митчер гоуш тя бяхна, бо гоуш була бяхня. Иш сан ху лайш хля, ой ицадуиц. Иш комахкер бац, козар хабел бац. Но хинстаганеш дина, иш коза аш бола уже ялх башоханю. Я знаю, да. Войт бертабанеш, таганлар дина, Дагестан, самый войт чор, войн муэрдог, войух даутер был нах, иш буйте эл букиш, короче говоря. Иш бик бойзерван, иш батфрит хаван юхи. Если вой гарч алкуш алях шкуле, вой Сахар бывая.
Если ты берешь хули, вайшир больше берешь, стан он лихой тербу, мах берешь, а он баришем. Çok qiytaun adıyço. Çok qiytaun başlam. ايش تنظم Qiyt هذا؟ haqatır du başlam. Ve sultan vaht soqir qasimo on digi. اوه Çoboqshin ben muxitan çoboq niz du derigiyom. Çoboqshin daitin dadaq çamet İran yeri rayan. سلطان ديك كانتو ديك نا واستو En واي ثاني صون ويشو از شيء تيج او خوي مخكا عشبش بيشو سجت تيشو Lodao. اسا تامي دو سلطان ولا ايه допустим سلطان بوي سريسو بوي سرسا وسلطان سا وشابر سامو سانت اخيتن شاويق تقسن خلي ديكنيك خلدو если ديق دل خلي просто сон قيتانش دينا альтернатив эдо кой альтернатив сон фего альтернатив бокудо если бушу цатига تا ملياردير والاري سليمان كريمов سن والاري اس مطلع بخصم تاخويك تعالش خير هلا ونا تغنيش دينا ويسيو شو دنيا ناويش وشو هذا حقيقة ميال تغنيش دينا يشيغ تعبي واتيغ إذا تغنيش دينا برلامنت ياو تيغاو اتعشيك دلوشي مسنعا عيطلوشو يمسن دقاتشو غاتشو ميليكا وانت اوليلي قيتشو انت اوليلي رازن سياسي поэтому сон суд السوق خاتش سلطان بوي سر آدم قبش مش بلا надо объединяться, надо быть одним целым. Ни в коем случае что хундуй, дин қам дин қам дяхцедеш. Конкретно, вот этот человек оскорбил, вот он лжет. Вот этот оскорбил, он лжет. Но если оскорбляет целый уже не один человек, а народом уже начинает говорить, то, конечно же, ответ должен быть симметричен. Мы за 20 лет не обидели никого. Мы за 20 лет испытывали такие, как говорится, испытания и разговоры. Я не хочу... Короче, не будем об этом говорить. Да, я думаю, я тебе ответил. Султан, дик вошел, дик на восту, с ним не пропадете, но и вала, милла вала, нам нужно содружество. А содружество заключается в том, чтобы мы были как один. Цахули? Иншаллах. Ах, когда да учен да, это убил. Да, иншаллах. Да. Иншаллах. Башлам, дал это бойла. Аллах, году мото манда. Валлай, арбет, некбат, ибалак, бок, некбон, док, ой, ногчик, дазалдон. И да, действительно. Давно за тобой. Я уже 2-3 года. Ну, Мелга, 2 года, по-моему, наблюдаю за тобой, историю Шериги, действительно, арбехнук, бокнех, да, действительно. Адам, Хасан Волчаргара, وين هو يشخاون, وين أسيت تعاون يدون, завершение, очень قرن عايز قاسله. صاروا تعاونوا أو خيامش سرقة إلا. وين ديش تقولوا خايشون, وين دقة شبع إزرق إزقنا أخبات أو خي عشرة. وي دقة ما سيرجع تليفون شوي ما سيرجع почти Instagram شوي وي سوليشن подписаться довой спортсменшен подписаться довой قيتشن подписаться реклам шни зудбеш хальчем это вой дашадечи надо ما сам подписываться дашь хальч хотя бы ца شيء при эзер вой цан дуй хач вой блогшен подписаться дашь خليت قيقم بي كيجر خوش تقع ويتسع خلي هند اشتغل ليش دينا سون خل او خلاه تعديتها اول نقول تان ادم واش كان محمد واش كان عيش عثمان واش صوبر دي او خو هور دينا تسوازي ابو تير برت بو الناقيه خد غوش كيتر بو وي غوش تقيت وي بابليك شو اصبح حبيبو شو تعاون شو ما كويسني ها اذا نشكا وي او خير ويزري بوت جابولا عش اذا نشكا اوي نوختي تاع جروب نشخليل سبورتسمان شخليل خدي خليل ويبقبات لي خليو شورنت اعمل محمد حوا ولا اعمل حوا ويتغني يستينا برت بوش وشاش سان بابليك شو عبد الله حاري لو بوي موخ ما بالنا ويجري وقع دقائق دي الويدعم قيق يعني 200,000 ادم 200,000 ادم دق
خزنيسن دق اسكر مدو دق ام دقي تو اتو قير بقيزر سق برجنخ молодой حبة تاع هو باتيسي يبقى и мосо он тёш боиш. и плюс ко всему плюс, мы между собой более коммуникабельны хердуай. مش عخوينا خوردوين مش عخودو خوردوين يوروبير او خو ميلدو بوها يوروبير نرويجر شويتسر احسرن اش ديتس нак что связь del шейц ахуду хворду шей урбя худу хворду так они будут более доступны к вам. Если мы будем раздроблены, амина камду бог именно имеется в виду камам ногчи цадуэ, но цигах танештина вей махмабати цигах док камду бог дусе не прямой смысл это сразу подхватить тен камду отдельно бог стачмой вей юшек коммуникабельностью эт султанина эт свойсенина суна шугар юштик цаумду подписаться дин шуна массу информации дахаид истории хаид вей тейп наш доузейт вей йорч йоузейт وای دل دو زید پیچ میچه بیچ بو خاید شام یلدل هم وای غوش خوش سهوله وای گه حالا جین дикият. Понял, Беслан. Я приложу немало усилий и средства свои, чтобы Интаборг в данный момент илахалил информацию на тебя и на всех, короче, спонсор Шумабог, Шумдухвей. Я приложу немало усилий, иншаллах, чтобы и Аборг хочет да мула. Из Асун Бахан, Адам, وين ألسم تاني خلي ألسم تامو خلنا آدمين كويتر مس وياجا مصلا باخونس وياجا حقا هر خلا يسي سيريوز هم دلاها راس صبر ليس حقا وين 17 года. Что цветвели? Да, именно. И сандал хум хрит. Худ аж дука бочари сбросшо بقدو سجدوت تعودتني يحكي أول بانيك يا قتشقوس حد عكيجوس عكيجو ويقولوش دات قرقنا الوسط لتا وين يوش دات ويأتمنت يعني يسخر دات شيكويات كارتو هينس إيه وقتك دقوا ونحاوشرع تعبابوش ويني ويوالي وبريداتي لبوش دقوا ويبونا ورقي كيشنا يسندل هم خلي دب سرازو يدنا سوق حقاچ قيچ و 50-100 تش مالنا حوصل ومت هر خرڅو شرګاز شونه قان عيج تركه مصلب اخصم 100,000 200 тысяч лета 50 тысяч так هاقولون اول راجتو طوما 2000 ветерану тоқ дату хайвала газ العداجي حقو ربوي خيش دويتسان تانيهم ليو داتر تشي так وين موقعчер Тамо чукаси и ролик через 3-4 часа укому чукаси в течение недели укому чукаси и мы по кускам дакоче цагоша цхити цаузет кэдбоц коллекцона. Да. Иш захлир памятник юх яшхена. Памятник юрт ауга. Вот юрт ауга первый памятник юх яшху эти хагулу лак их прицтак хли қиғошит эхватта цхли ала цхли унга цхли. Ой, цабах закон нарушает, и цабаху. Мы говорим о том, чтобы все были оповещены, чтобы все знали, что есть вот эта проблема, чтобы все донесли до них или до третьих, десятых, чтобы не было вот таких вот правонарушений в сторону ауховцев. Да. Ой, пача халер, гум ольтер дат, надо, короче, ольтер дат, так что передай всем массерге, гоши, кёкчуах кушрик ламшиат. Хокчуаса юшунш дат, башокуша. Эфире целого целя, хума даст, ну хотя бы подпишитесь. Шаргой цахельше подписаться, подписку гоши хельше. Сун цигадек хорду, шун кузадек хорду. ويغوش هنا أصلا ده يشخرю хотя бы информационно. Башлан, что, валлай, да, настолько познавательно, настолько мой дог. Что, короче, эфире разон, да, вот эфире вал. Что, дукан рсот, валеш, ну, алхамдулилlah, дина. Аллах, данис дики, вайшине югаду хабар.
Да, разговор между нами, как говорится, машалла. да. Да, Аллах твой, да, дуа, Дерес хил а, خلاص صار вот يعطيك كومادات وي دحر ولا يشق الله دالا وي وجرل وي غوشي تعلي برت خلردوي يدوي ويشتك اس دياشتك دوقم داس اس دين لور دوي يا احدين لور دوي او مخكا شو شي تسين شو درزن شي كيش نيشت عندي شي مازديك штадиаш شي بلا دعخت شو دعني слойт اق дюйцер دوي а пока мы еще рано да, что-то говорить да. برت خل без Все, интерес хил адам перевалерна это был Равай страны, Насыпал. там башлам. Любое время, оказывает сейвел, умхил чадуй, любое время. Номер ты чуку сорян, за телефон номер, да? Султани, дейши кантуан, со казиму ватвай. Дейши канту, Дардуква. Там уша. значит, пол. Связи адуква. Все, адикел, везде, Адик далее. это был башлам. А, сырая. Давай. Да, я правда не понял сейчас, какие вопросы вы задавали мне. Так, периодически захватывал какие-то вопросы, не успел просто-напросто на многие ответить. Прошу прощения, если вдруг как-то каким-то образом что-то задел или что-то не так сказал. Но я считаю, что любой разговор, касающийся Жим Халатарло, Гальвал Халатарло, может быть, он не ожидал, что я приму его эфир и отправил запрос. Поэтому всех далацагач, да, но это надо объяснить. Не оскорблять, не унижать. Мы, когда оскорбляем молодых людей или унижаем, мы теряем людей. Нам нужно красиво объяснить. Ажал, адухваль, ишта дон, уахен халавезон, я иштхалдезон, уштхалдезон, объяснить тадез. Никогда не спешите людей в чем-то обвинить и оскорбить, иначе мы будем терять людей. А мы не имеем права ошибаться. У нас нет права на ошибки. Мы должны людей ставить в русло познавательное русло и в русло общения, взаимопонимания и, само собой, в единство нашего народа. А так, это очень сложно. Бывает, когда вы что-то говорите, ищ ситуацию, юшу мы надеюсь, как говорится, не без греха. Каждый человек может, алейкум салам, каждый человек может и ошибаться, каждый человек может и накосячить. Я был молодой, много косяков за мной. Не факт, что хинцалил рвать, пока возможность стояла, я никогда не люблю судить людей. Судить нельзя, ибо Всевышний может наказать. Каждый имеет право ошибиться, и каждый имеет право исправиться. Все хрустит, все ломается, бягче не дать. Какие вопросы еще? Старая гвардия. Олар бак, амуш уже лачал, кеду и снахсо. Глаз чешется. Вроде бы, улешь, муацар. Без там записано, вроде нет. Асуштах лам табар.
Имеем прямое. Уравнитель 23. Было бы неплохо, но для этого нужно веские доказательства, нужна поддержка. Не так все просто, подожди. Башла, он замузал, башла, он заху каринсум. И он аху каждый раз заху карина. Сорт хадает директ, что хаустау это. Хатасыл? Нер, братан, с моими финансами маловероятно, конечно. Немка норвежка лечаться. Safinanç muoha sögöörimät suatsoiset mau. Хаз мошен сахыльч. Дик зарплата сахыльч. Ну, колдор дуйтиш. Норвежский бая. О, все, норвежский ла, все. Там, как раз и дар колсун. Это тёсик. Аз дады ярзур до олоку. Махырдали. Мал интернет чуа вютер ворсо. Башла min прямой эфире, а зудая min прямой эфире, а да ярзин бош. Саук мадуйцер дарнах. Ишь там атан яйтин, данах тёнца рублей 600 твойга. Что ще дать свой? Да, немцев я уважаю. Завуч, дыч, не старайтесь бить правильного пути. Макар, если бы меня могли бы сбить, давно бы сбили. Горная местность, мою Галанчуш, там никто не живет, и проехать туда с трудом. Чава, это было раньше, сейчас уже Галанчуш есть великолепная дорога с Чечни. Башлам, ты жил в 15-м совхозе? Нет, не жил. Так, нах йос, нах дич, дацер. Башлам, ты жил в 15-м совхозе? Не жил, уравнитель, но проезжал часто. Эфир подключаться, где Саид Мухаммад. Ваша главное завершиться и все. Пошла. Ассалам алейкум, я тебе привет написал, не обращай внимания, это техническая ошибка была. Написать Bars United, нормально все, да, бьючи до ахатфон, селениями считается, что да, считается, что селение Далым и Алмак, по некоторым данным говорится, пишется, что они когда-то были чеченскими. Ты снова и снова 4 раза задаешь этот вопрос. Не знаю, для чего ты это делаешь, но считается, что да. Так пишется, по крайней мере. Я же ответил, да. Пошла на, ну, Маша, я считаю, хуже. Пока понемножку, но
Держится, извините, просто ответ не знаю. Извините. Ничего такого нету, извиняться не стоит. Я то, что слышал, могу сказать, что слышал. Если не слышал, то, само собой, от себя врать не собираюсь или делать что-либо такое. Но по мне, так это, конечно же, как говорится, так, что у нас тут? Маусар. Его доктор в суде отдай. Хазам Варварзой суде давал. Зачем? Его ждет суд по страшнее. Поэтому Ири Мацовые Кабяхкин, Кавказе. Так, задонатил. Энты, так, Руслан задонатил. Энты Жим Суам Тедаит Бисмиллях Али. Вот с таким названием Руслан задонатил. Руслан дал саду, хаданата. Дал духу ахуал. Аллах дала. Дикенс бикам бойл. Эфире Мацулове Кабяхкин, Кавказе, Хая, он вошла. Ну, я разговаривал с профессором одним, он говорит, что Бяхкин, бац, ой, хабель, просто, да, ему баца, хац, не знаю. Прямых доказательств, что Шабяхкин Буайла тоже нету. Поэтому... Так что... Дайте его адрес. Бузуртанов Руслан не знаю, Бузуртанов Руслан. Но я знаю, что задонатили. Задонатил какой-то Руслан, но не Бузуртанов. Не думаю, что Бузуртанов мне пришлет донат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. А язык иранский. Язык, ну, по языку мы же знаем, мы же говорим, что карачаевцы и балкарцы тоже переняли язык тюркский. Может быть, они переняли у кого-то иранский. Я не знаю, честно сказать, я по ним не могу ничего сказать. Я и не изучал, кроме того, что их грузины упоминают, их называют своим народом, в другом случае называют их овцами. Вот как-то так. Так, вот кто-то задонатил. Макар, Занохчи, Барт и еще раз Барт. Вот такой донат прислал Макар. Занохчи, Барт, еще раз Барта. Гири, Муатни. Так получается, что они... Нет, не Нохчи. Я не сказал, что они от Нохчи, от нас произошли. Там имеется в виду, произошли в то время мы были единым монолитом, и Нохчи и Алла все вместе были. Вот от нас, лицо. От бацбийцев, чеченцев и ингушей. Вот поэтому... Так, нет. Конечно, нет. Мы же не говорим, что гири от нас произошли. В Аланское царство входили осетины как равноправные.
Ну, вообще-то считается, что да. Некоторые говорят, по крайней мере, что входили. Да, Boards United. У меня старый PayPal, тот же, который был раньше, братишка. Я его не менял, подкрепил его. На PayPal очень редко приходит мне донат. Поэтому я не сильно, конечно. Алана не национальность, конечно. Они просто переняли. А зря, ведь там нет налогов. В смысле зря? У меня как был, так и есть Оша. У меня тот же PayPal, я не поменял. PayPal это самое вот из всех систем платежных, которая мне понравилась. Ну, история древняя. Аланское царство существовало 1400 лет. Башлам, как думаешь? Так, задонатил кто-то. Шайнла Бузуртанов. Царах дает бедаться. Руслан прислал еще один донат. Шайла Бузуртанов. Царах дает бедаться. Вот такой смешной донат. Они могут быть аланами. Ты имеешь в виду, они кто? Могут, конечно. Да, Башлам, я о том же. Зря я имел в виду, что через PayPal не дам. Да, это верно, Оша. PayPal оказалась очень хорошая тема. Поэтому мой банк ограничил мой PayPal. Нахче ты, просто он не ограничил, ты подтверждение второе сделается, а снятие регион ограничений. Башлам. Цари кем были в Алании, есть информация. Там, конечно же, разные. Ограничения он, ваше. Ну, там вначале они разрешают 100-200 евро. А вот когда ты больше 200 евро отправляешь, они сразу ограничения ставят. Кто бы ни придумал PayPal, ваше, Илон Маск или нет, не знаю, но это офигительная тема. И они снимают минимальную сумму. Очень удобно. Сразу проводит конвертацию, если ты хочешь. Так, донат от Дучи Мариати. Донат от Ширвани Сайд Мухаммада. Донат Хаятин. Ширвани Хюгер донат. Ой, Ширвани ба. Сайд Мухаммад Хюгер донат Хаятин. Дучи Мариати Алтанико Яйтнан Хюгер. Да Сайвел, да Дуква Хуэл. Да Будиснага Эзершка Соуда Қил. Имя одного царя я знаю. Ширвани, царь Алани. PayPal не Маск придумал. То есть Tesla и SpaceX путаешь. Low kick. Сейчас я тебе скажу. С 1000 евро он дяде снял то ли 10, то ли 20 евро. 1000 тебе 10 евро и сердцу, 20 евро и сердцу.
1000 евро теперь. Ну так, почти умаяцкая. Но деньги ты получаешь мгновенно. То есть мгновенно перевод диалоговик. Здесь при снятии, конечно, нужно дня 2. Они пока конвертацию проводят, и ты перекидываешь автоматически, а привязанный к Сбербанку, ты перекинешь 2. День-два тебе приходят деньги. Ну, 1000 евро, 10 дарили, 20 евро даришь, это вообще ничего. Это 90, ну, 88 тысяч тира. Ялхули. Почти 88 тысяч тира. Байтим хулка. PSN, не знаю, через PSN мне редко присылают уже. PSN редко присылает. Одна сестра только присылает, и все. Ситуация. Так, بعتي مندوق شنو? Воша بعتي مندوق дается, если ты присылаешь 90 тысяч. Хурита-урарский язык это большинство чеченский язык, поэтому Хурита-урарта это чеченская история, это факт, так говорит подтверждение многие ученые, историки, археологи других государств и других народов. Анзор, да, я об этом, кстати, говорил, я и написал, показал, по крайней мере, указал. А так, конечно, каждый может по-разному это делать, писать. Доказательств мало. Это самое главное. Доказательства нужны. Вот. Что надо и шляп я вас здесь сейчас достаю всех. Может отключиться, чтобы отдохнули. Надо и слушать, а съесть, что мясо, что. Дупы кезги бах дол дельчем, обеб булкиец волюче. Машлам, кто конкретно подтверждает связь между шумерами и чеченцами? Хоритами, урартийцами и чеченцами. Многие лингвисты подтверждают это. Машлам слышал про тюрка, который говорит, что урарт... Да, есть такое, я опубликовал его. Мехмед Кушман зовут его, кажется, если я не ошибаюсь. Мехмед Кушма, кажется, называют его. В основном подтверждение о том, что они нам близко родственные, говорят турецкие ученые, азербайджанские ученые. И вот они все называют. А так, конечно же, такая ситуация. Кто завоевал Константинополь? Не знаю. Если бы на Ютубе канал открыл дело эфира, там больше народа было бы. Ваша, у нас есть брат, который сделал канал на Ютубе. Когда я провожу прямые эфиры, он транслирует его по Ютубу. Он сделал. Поэтому это не в первый раз. Так.
Малик, Мелкшах, по-моему, нет. Не понял, Башлам, я тебя в каком-то видео видел, где. Вот чечениши подписал, Макар, вот Башлам.39 лайв. В Ютубе есть канал. Ну, хоть что-то. Черкесы, благодарный народ, благородный народ. Честно, я не думаю, что где-то, что в Ютубе есть больше будет смотреть. Я не знаю, оттуда, чтобы перешли сюда на Инстаграм, я не замечал, может быть, не так быстро идет. Башлам, на ростке стоит вопрос о возвращении территории, которую отдали. На ростке был куда? На повестке, ты хочешь сказать? Ну вот, Макар, ты будешь знать. На повестке стоят, конечно. Много чего стоит. Дейти еще, что? Сихал дикиат, цешиаца, юж. В ближайшее время шушаешь дахкидеш, дик хазка, машхар душевой. Ты говорил, что у тебя родственники, фамилия какая у них, откуда они? Да, мои родственники, Садешичу, Мелхибу, фамилия Хаяури, Махаури и такая же фамилия, как у меня, Чимаев. Они асиновские, если я не ошибаюсь. Ну, так-то они с Бамута, кажется, Бамута. Я, честно сказать, так и не спрашивал. Они живут на Катаяме здесь. В Ютубе не надо регистрироваться, поэтому. Башлам, волк сильнее или лев? Сильнее лев. Но храбрее волк. Я так скажу. Сильнее лев, но храбрее волк. Махаури Асиновский. Ну, у них две фамилии. Один по отцовской. Ну и, кажется, Хациева тоже есть родственники у меня. Башлам, знаешь, что начали говорить про Боков, которого поймали в Грузии, что он лоу-кик. Вполне возможно, но лев все равно кошка. Везли. Я так и сказал. Да, мы люди. Ибалду амин. Буарз Байсангуров. Буков, Варцкого фамилия. Ее. Я думал, когда Боков сказали, вы имеете в виду тот, который подписал передачи.
Так. Боков, Орствай, Нохчи. Так какая разница, кто там? Орствай, вы, Нохчи, вы, Галау. Разница. Преступление есть преступление. Какая тут разница, Вежрей? Тут я не считаю, что есть какая-то разница. Ардикуй, вождикуй. Царь разница я царь. Вай ома хука. Милла вала. Ас никогда цадина сюда чун подписаться я доедать. Ас никогда цадина сюди чун подписаться я доедать. Я не понял вопроса. Все понял. Его типа лайк. Ага. Бакаев, конечно же. Аудит Соус. Тут и земля, и небо разница. Конечно, Бакаев. Со всем моим уважением к Амину, но тут однозначно тут Бакаев, конечно же. Мне Бакаев нравится. Сайд мама, ну чего, во. Башлам, сейчас бах. Борз Юнитед. Что там, братик? Ола, Борз Юнитед. Что случилось? Чава я и дикие щевата. Какие вопросы еще зададите? Тесаевца. Тесаев младше даже меня. Бакаев старше меня. Намного. Правильно, Макар. Абсолютно согласен с тобой. Ну, не надо сравнивать старую школу и сейчас новую школу. Хасан сильнее во многих аспектах. Амин еще слишком зеленый. Зеленый ок, короче, для такого человека молодого. Зеленых ушуха. Поэтому все время покажет. Главное, чтобы как ты в дальнейшем себе будешь вести. Будешь ли ты идти по этому пути или нет. Просто я встречал комментарии, где кто-то утверждал, что Тесаев доктор и академик. Нет, он не доктор и не академик. Поэтому я тебе отвечаю. Он не доктор и не академик. Во-первых, быть доктором и академиком ему очень рано еще. Поэтому не надо перегибать чересчур. 30 с хвостиком. Анзор. Да, согласен. Не знаю, получилось или нет. Wars United. Что получилось, братишка? Wars United это старая гвардия. Давно я тебя не видел.
Так что. Не спорю. Я разве спорил? Ой, дома дуем, Ваша, просто времени нет. Главное, не теряйся, Ваша. Это самое главное, не теряйтесь. Я еще сейчас немножко вас помучаю и отпущу, как говорится. Там будет уже дальше видно. Башлам, вот говорят, что ислам к нам пришел во время Умара. Рахимуллах, думается. Рахимуллах. А есть какие-нибудь исторические архивы к тому подобное, подтверждающие это вообще во времена правления Умара? Ну, во-первых, во время правления Умара пришел ислам, доказательство, что на нашей территории были найдены монеты именно с арабской вязью, захоронения с арабской вязью. То есть в восточной части нашей родины археологические доказательства есть. Что касается других доказательств, кроме того, что они завоевали Дербент и похороненные асхабы, это доказательство есть. А что именно чеченцы приняли ислам, если ты имеешь в виду именно бумажно документированно, его нету, по крайней мере. В таких случаях очень трудно. Первое, считать нужно с приходом ислама. Ислам пришел к нам от захоронения, найденные X века, арабские захоронения на территории. А доказательство того, что он пришел, принес ислам на Кавказ, их больше, чем достаточно. Это, конечно же, записано есть. Тут не поспоришь. Тамерлан. Ага. Башлам, Аллах Эттубал, Франция на связи, Аллах. Через PayPal поступил донат. Дал Саю, Ваша, дал Духу Ахуэл. То, что они пришли, это факт. Он ночью подключился. Ночью Шбату 7095, так хоть раздонатил. Прям какие-то переписки. Я смотрю, наверное, вы все-таки устали. Не хочу вас отвлекать, чтобы вы отдохнули. Бибулатов 007. Донат – это добровольное пожертвование. То есть, когда человек ведет стримы, проводит прямые эфиры, чтобы его поддержать, отправляют донат. Ну, это финансовая поддержка. Кто сколько хочет поддерживать, по-разному. Кто 10 рублей присылает, кто 100 рублей, кто может, сколько себе может позволить. Отправляют донат. Эти донаты мы собираем, покупаем или книги какие-то интересные, или карты. Их потом потихонечку вот так. Шипзухова, погода морозная в Чечне, пока морозная, снежок чуть-чуть тает. Вот что значит Бибулату 07 донат. Донат – это добровольное пожертвование. Во время стрима ты видел, нет, не знаю, в Ютубе бывает строчка такая, каждый раз, когда задают вопрос или там отправляют, по-разному, каждый, кто может, конечно. Только когда я говорю, что уже, наверное, устали, вам пора немножко отдохнуть, у вас сразу появляется активность, появляется какая-то. Бибулатов у меня на главной странице, то есть на этой страничке, когда ты только заходишь, там под моей фотографией есть реквизиты. Финансовая поддержка, донат. И вот туда отправляют, там есть сбербанковский номер, или на сберкарту отправляют, или если в Европе через PayPal
Адрес пайпеловский, туда отправляю. Посмотрела горы Биноя, захотелось еще сильнее посетить Чечню. Шемзухов, горы Биноя это великолепно, но надо лучше приехать весной. Сейчас там столько снега замело. Не знаю, зимой это все-таки чуть-чуть другое. Зимой лучше в казино поехать. Ну, или в Идучи. А вот летом, весной, это надо поехать в Биной. Это, конечно, бомбовское место. Воздух настолько чистый. Но это Швейцария. Это Швейцария. Летом это Швейцария, конечно. Не спорю. Поэтому летний период это совсем другое. Ладно. Ай, связь, адовая, худо. Ой, телеты. Ладно, уважаемые мои друзья, Башлам, что за снег у вас там? Надеюсь, нет пострадавших, что в горах вообще мощный снег. Нет, пострадавшего нет, Буарзин, это все великолепно, все хорошо. На курорте остались 400, ну, почти 500 человек. И они, конечно же, Моусар задонатил, брат Моусар, Аллах да сайил, а донат да духуахуэл. Остались на казино, остались определенное количество наших туристов, которые поехали. Но на второй день полностью раскопали дорогу, все нормально там. Уважаемые мои подписчики, вот Башлам Хасанович Убиблатов, Соукай. Уважаемые мои подписчики, огромное спасибо вам за поддержку. В первую очередь я хочу поблагодарить всем, кто задонатил, дал саудуэл, Аллах дал будущее, эзачка саудах. Это первое. Второе, уважаемые мои подписчики, я прошу вас не обижаться и прошу вас прощения ради Всевышнего Аллаха, если я вас каким-то образом обидел или задел. Я никогда в жизни ни против одной нации, ни против кого-либо, чтобы обидеть или задеть, не пытаюсь. Пытаюсь рассказать только исторические факты, исторические события, и все во благо своего народа, объединения своего народа. Поэтому прошу не путать личные какие-то свои разговоры с тем, что, конечно же, имеет отношение к истории. Все в нашей жизни скоротечно, все заканчивается, все приходит и уходит. За 20 лет мой народ, наш народ претерпел огромные изменения, трансформацию, потому что мы пытались выжить, нам не до того было, пока многие сочиняли, искажали нашу историю, оскорбляли наш народ. По всем СМИ, везде пытались, вот кому не лень, оскорбляли наш народ. Земли наши раздавались, разворовывались на протяжении огромного времени. Сейчас, как говорится, время собирать камни. Народ возрождается, нам нужно единство, нам нужно объединить всех представителей своего народа, один и единый кулак, чтобы мы были всегда вместе. Не забывайте об этом. Только когда мы будем вместе все под одним названием, и Всевышний Аллах нам поможет. И, само собой, наша Родина будет развиваться и процветать. Массально завтра постараюсь провести эфир для вас. С вами в эфире был Башлам на канале Башлам 3 девятки. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.